нормальных выборов, потому что то, что нам сегодня пропонуется, это фиктивная конкуренция, фиктивные конкуренты Лукашенко. Министр объяснили, что он змагається на выборах. Выборы уже отбылись, и они уже фальсификованные. Зараз мы начинаем борьбу за нормальные выборы. Сегодня початок. Мы користаемся тем, что у них объявлена сегодня репрессивная кампания, и мы можем их удзельничать. Это первая мета, другая мета, хай влада выбирає. Або она дає нам збиратися, как у нас было под некой просторы свободы, хай, как мы могли поменьше страх у людей. Або хай она нас арештовывает, затримовывает, и хай развитывается со своей такой пожаданной легитимностью в очах Запада. Вот и все. Не, ну попросила редакция Запада за человека, чего все не бежали. Люба моя монополия. Не, они думают, раз я стою, значит я там что-то такое сейчас... Николай, здравствуйте. Добрий вечір. Спасибо, что пришли. Вітаю Рада Свобода. Ми починаємо трансляцію з Армянського ГУМу, де сьогодні Николай Статкевич, был кандидат на президента, объяснил, что он будет проводить пикет за сумленные выборы. Вот Николай Статкевич уже тут, 5 хвилин он находится тут, и он сказал, что у него две меты этого пикету. По-перше, домовчися сопроводить продемонстрировать позицию, что им за сумленные выборы, и показать владе, что оппозиция потребует не за сумленных выборов, а коли ее не дадут возможности избираться, проводит свою агитацию, то хай, как он сказал, наспакуют новую милицию и развитываются с либерализацией, пожаданной либерализацией. Ну, покуль мы бачим, что у Миколая нема некой символики, это не получается формально не пикет, а просто его на встреча с людьми, до его приходит, подивився, до его подходят люди, вітають його, вінчують з визволенням, і кажуть, що есть, конечно, великая интрига в этом пикете. Она заключается в том, что с сегодняшнего дня по новому выборчему законодательству мероприемство такого кшталту мусить проходить праз уведомление. Чому сегодня? Потому что сегодня отбылась регистрация кандидатов. Надають 4 человека зарегистрированные. Это Короткевич, Улахович, Радюкевич и фаворит гонки Александр Лукашенко. И вот от сегодняшнего дня, отповедно, кандидаты и их доверенные особы могут проводить некие уличные мероприемства. Але не вся инициативных группов, не іншие активисты. Миколай Статкевича уже милиция попереджувала, что он не может проводить этот пикет. До его начальник Александр Барсуков. Таких попереджений навод сказал, что мы за вас ровно поставимся. Наш новый сказал, что по части выборчей кампании по Конституции, по закону дозволено проводить уличные мероприятия. Вот он основой мы бачим, что он сталкивается с активистами. Например, не сказал, что он некой символикой, но покуль их не точно. Притягивается такой вот ионный контакт с людьми. Зараз я попробую так само задать питання. Безумовно, коли буду на свободе. Я ж написал наладить встречу Лукашенко с выборщиками. Вот. Мы почнем с пикета, а потом уже, где выкажем свое ставление, а потом захочем послушать этого кандидата в президенты. Типа. Вот. Тому, коли будет такая мощность у меня, то я, безумовно, эту встречу организую. Хай приходится, расскажет нам. Я загодя на питання задам, как решение. Яку реакцію влада ви чекаєте на гэты пікет, на наступний? Хай у їх голова болить про то. Хай вони вибирають поміж легітимністю, хоча б прогресом там, для Заходу,
і можливістю людей криху відчути себе людьми, вольними людьми. Ми зараз користуємося ситуацією, як криху позмагатися за простору свободу, називаємо. Менш страху і більше можливості збиратися. Нормальне чоловіче право збиратися там разом і казати про свої проблеми. Це вже забрали. Я був коли в міліції, я сказав, ви народ наш перетворяється в наполоханий стад. А со мною такий номер не прийде. Мы будем вас. Давайте починать. Я роблю свое, а вы робите, что хочете. Дякую вам. Як ви думаєте, чим закінчиться можливо ваші зустрічі? А я не вірю. А поглядим. Почекайте гадину здесь, буде видно. Ну от люди, які сюди приходили, всі кажуть, що вже у дворах стоять козаки, вокруг тут стоять люди в цивільному. Тобто, докладно як в 1910 році. Ведаете, вот у нас тут 10 человек там збереться там на пикет, мабуть, за оборону коток і будуть стоять автозаки, там уже такая країна. Я вот вернувся, бачу, що горч стало. Тут на любое шевеление незалежной улады, да хоть филателисты збираються, они велосипедисты, я веду, там хапали. Уже, это народ уже довели до некой крайней ступени. Выборы зараз, скажу, хочет там погулять с Заходом, гуляйте, убирайте зараз. Арестовывайте на ней и не гуляйте. Або давайте нам разбираться. Вы обещали что-то пикет за сумленные выборы. Безумовно, за нормальные выборы. И будет тут некая символика, некий баннер за сумленные Ну, видите, мне спытались, а с каким плакатом я збираюся прийти. Да я сам по себе уже плакат. Скажите, это так и есть. коли вы будете ссылаться на наступные такие пикеты або інші мероприятия, вы хотя бы формального дозволу будете пытаться? Не буду, тому что вы ведом, что у нас демократичным силам 2 раза на год дают Бадгалор, и за это за счастье. А видите, а пикеты на Бадгалор собаки считать не умеют. Ну, годится. Они навіть этого не дают. Так, они журналисты тут есть, не сообразили. Нормально. Николай, а потісніться Дядя приехал. Вітаю вас на волі. І, коли ласка, прийміть віншування з тим, що ви перемогли систему, як сказав зараз Неклеєв мені. Коли ласка, як ви ставитесь до того, що вас знімає фільм «Русський», «Ратуша», «Мінськ», У нас тут наукові ефіри Радіо Свобода веде всю якраз на наш сайт. Вы сегодня были на круглом столе у АГП и фактично пропоновали формулировку о бойкоте выборов. Ну, вот у всех выходит... Ну, слово бойкот вы не казали. Не казав я слово, як я і не казав слово площа, коли давав інтерв'ю Хартії. А виходить Хартія, і там просто Некляєв закликає на площу. Калиласки, докладніться на це. Значить, моя позиція така. Після того, як опозиція героїчно провалила ідею одного кандидата, ідею Конгресу демократичних сил, і вона, зрозуміло, опинилася там, де опинилася, на самому дні політичного процесу. Бо це була єдина можливість виглядати на цьому виборах пристойно. Вона цією можливістю не скористалася, і тепер йде спроба ніяк виправити помилку, коли не виправити помилку, ну, хоч би ніяк більш-менш пристойно виглядати. І шукаються різні варіанти. Але варіанти шукаються ті самі, які вони шукалися і раніше. Круглі столи і деякі закруглені формульовки, з яких можна зробити які завгодно виснови кожному, хто їх захоче зробити. Тому я пропонував, значить, зараз, я початку казав, коли ви вже все там можна мощніше слово сказати, скажімо, проіграли, то давайте в этом признаємося і поспробуємо визначитися, що нам зараз найлепше зробити. Один варіант, це все-таки по Польщі, і тут Короткевич і компания «Говорю правду» кажут правду, что коли так вышло, вы хотели один, а не смогли доказать одна, давайте вспрыгнем в этот вариант и отдадим. Ну, чего не? Вот наступим на горло своих амбиций, подтримаем эту, значит, вершину, зробивши вигляд, что все там it's okay. Я пропонував этот вариант Лябецьку и Калякіну, як удзельників этого процесу. Яны на гэта не пайшлі. Калі гэтага няма, калі апозіцыя не удзельнічае в этом
процесі. Можна вас успішніше. Який варіант ви пропонуєте людям? Значить, тепер варіант один. Як мага більше нас повинно бути ось на таких акціях протесту, як мага менш на виборчих участках. Це значить не уділ, ігнорування цих виборів. І про це треба далі карачей всього. І от діячі опозиції сьогодні знайшли таку формульовку і нас послали. Вони знайшли таку формульовку, з якої дозволяє не удільнити. ну так це дякую, і так написано. Владимир Прокопійович, а як часто мусить відбуватися така акція? Як часто мусить відбуватися така акція? Подобна Ці акції мусять на протягу Стоїмо ми тут все щільней. Так, і от я якраз і хотів. Потому что машина просто шумать людей, у нас поморщився сигнал. Ми дійшли, ну, до речі, воно може бути і вверх. Ми бачимо, що тут відбувається. Треба знати, що це місце для міста. Раздавали борщом. Ну, разные были технологии. Акуль. Это у нас тюрьма. Мы будем подстоять не уготовку. Фактично ті Море зараз не штиге, да? які сьогодні вели на білій столі. Це була така неформальна встреча. Якраз в той час, як в селі Рада відбувалася реєстрація кандидата на президента, ось вони стримали своє слово, що вони бачили свої звістки, Владимира Микляєва, Віктора Сергієнка, інших активістів. Ну, некоторые одразу попереджали, що вони не будуть тут. От там Павло Северинець, який підтримує ідею такого кшталту сходів. Он сказал, что по семейных обстоятельствах не сможет это уменьшить.
Я закончил, я отказывался, тому гражданину подыходите, я буду тут, я вас покажу. Пробуйте на разговор. Там пропал. Ты замолчал. Сукова как мало собой. Нет, давайте. Послали вас. Баланда, где был баланс? Сергеевич Николай Викторович. Зараз складайте, я его подписываю, так само не буду. Нет, давайте, складайте только зараз, а потом нет, так, вы запомните. Не, видите, я занятый, я занимаюсь. 5 лет его ждали, а тут не За кого вы будете голосовать на выборах? И вы послушайте. Давайте фотосессию, становитесь. Зачем селфи? Живе Лукашенко, живе Беларусь. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Спасибо. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Наш сайт. Ну, я бачу вашу картинку, ви йдете. Так. А чому ви пішли на акцію Садкевича? А от по регистрации. Это моя гражданская позиция. Гражданская позиция. Живе Лукашенко, живе Беларусь. В Ираке больше погибло после Саддама Хусейна людей. После Саддама Хусейна, а когда он был жив, люди не гибли. А миллионы людей погибло после Саддама, когда американцы пришли в Америку. Из Америки. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Живе. Это два человека. А так в Ираке им гибнут сейчас миллионы, миллиарды. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Вопрос есть. А почему он делал войну с Ираном? А в время войны с Ираном сколько... Все жили хорошо в Ираке. Да. В Ираке все жили хорошо. Иране жили. А сейчас миллиарды умирают. Из-за двух человек миллиарды сейчас гибнут. Вы хотите этого в Беларуси? Я не хочу. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Войны хотите, да? Живе Лукашенко, живе Беларусь. Поддерживайте это самое. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Надо мир нам. Виталь Волов. Колеваска, я знаю, что мир, але какой мир нужен? Это вопрос. А у вас что, плохо живется сейчас? Колеваска, я канадский пенсионер. Ну, Мне нужно вот горячие головы спровоцировали Украину, и вот так получилось, что друг друга убиваем, ненавидим и так далее. Вы хотите это самое получить в Беларуси? Можно жить лучше. Вы слышали о Сингапуре когда? Мы Слышали о Сингапуре? по-русски. Слышали о Сингапуре? Почему Сингапур? Не брать образец Сингапура. Сингапур, при чем тут Сингапур? Нам нужно брать Сингапур образец. Набрать. Я то сказал, Нужно Александр. хорошо работать, тогда и будет и Сингапур. А вы с ним размовляли?
Нет, это мой анализ. Я взял проанализировал весь историю всего мира, всех вот таких вот правителей, кто долго был у власти. Ну, потому что 95 лет будет беда. Да. Румынию еще тогда при Советском Союзе. Ну и также наши вот лидеры Советского Союза. Брежнев, Хрущев, ну Хрущев чуть не это. А он кто был больше на Советском Сейчас есть святой. Мы многие, не просто быть диктатором, как кто-то считает, но даже если будет святой, все равно на них на всех есть даже формула и закон. Ну, вы пришли на акцию Николая Стаховича. Вы про его ведаете? Ведаю. Его, пусть он благодарит Лукашенко, пусть подойдет и поцелует его за то, что его отпустил из тюрьмы. А за то, что его посадил? За то, что он его посадил в тюрьму, потому что он тогда нарушал закон и порядок. Николай Стахович, он даже просто вышел на площадь протестовать. Мирно никого не... Ну как протестовать? Он призывал, призывы были. У меня вот призывы «Живе Беларусь, живе Лукашенко». Никак нет. Переворот, здається, не робив, но такого такого не звучало. Добре, дякую. Ну, ти вмієш, прийшли до решения. Ну, я подошел, я свою позицию высказываю. Я высказываю свою позицию, что я доволен, что мы живем в свободной демократической стране, где может каждый прийти и высказать: Статкевич таким путем, я таким путем. Я за власть, он за себя. Мне не нравится тоже, что он делает. Допустим, даже Караткевич, прекрасный кандидат, но он ее тоже кает, не понимаю почему. Мне тоже она симпатизирует, даже как и Лукашенко. Нормально пришли демократическим путем, их выбирают. Вот и все. Весь мир за народ. Дякую вам. Спасибо. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Ну, отжил. Ну, як я сказал ему, я коммунист. А коммунист, я на самом деле был коммунист. 30 годов. Ну что, я имею право это сказать. Там Богдан пишет протокол, він пише протокол. Что подводится до Олега. Олега возьмите, как он... Заставить себя какие силы на то, как какой-нибудь всяких механических предлогов, где вот сказали, что не люди, больше полететь желает, что там отбывается. Там все это побачить, заходите на Facebook, распространяйте человеку. Складається протокол, адміністративний протокол за порушення. Николай, Вы ему сказали, хочешь быть свою? Я вам так скажу, руку вас на замужность ваша, мне не будет. Такого не будет. Вот вы возьмите корреспондент. 2010, что
заняло мое место. А, прости, но оно уже мое. А, ну да, ну хорошо. Так же будет. Не дотягнулись до Миколая Сергеевича. Дотягнулась и даже пообнимались. Да, да. Ви певно, я так розумію, його не... А вы вот там Ну, только посмотрите с Натурально, портретом наверняка. Лукашенко 5 машет. годов тому за кого Какой-то вы фраер. голосовали, Куда то подается? не 5 секрет. годов с Санникова. А за кого, может, вы уже выбрали, будете Ой, голосовать? да нет, я игнорирую. Бог знает. Да. Да, ну что. То есть вы... Может, по-белорусски треба говорить? Так. Хотелось бы, як ви хотите. Не, ну это самое, получается, месиво. Ви на вибори не пойдете в Оголі? В Оголе я не пойду на выборы. А ви не боїтеся, що ваш виборчий бюлетень буде використаний для фальсифікації? Это может быть и так. Ну, значит, треба подумать еще. Вот. Но во всяком случае я полное игнорирование этого всего, потому что это просто смешно. А этот человек, який 21 год сидит, ну не стыдно. Ви голосували минулого разу за Саннікова. Да, Санникова. Санніков отримав там біля 10%, може я вже помиляюся. Не, он намного больше. Так, это, написано было. А, ну написано. Так, вот я и поэтому хотел вас спросить, те версии, в какую жизнь. Не, конечно, не верю. Ну что? Ну возьму за Веру Ермошину и ее этой самой, ее хварину. Андрій Санніков, здається, на потім казав, що Максимовна, ён нават Да. мусив вийти Да. в тут. Я была на Сочи. В 2010 году я была до конца. Я, конечно, улеснула, когда там начался этот захват. Так он даже жалел, что я везде захвачу. Ради свободы, вы все журналисты, я очень здорово, большой щитой. К сожалению, что я не попала в эти выпуски. А теперь не боитесь, что это Нет, может повториться? не, уже надоело. Олег, тебе можно позволить дать вам интервью? Я прошу прощения, у нас напростовый Нам эфир. надруковали. Напростовый эфир у нас есть. Я Так я при свободе, что надруковали. А вот Я тут я буду. размовляю зараз з чайком. Пробачте. Розкажайте, Але ласка. Можно вас занести, як вас зовут? Отчество или только имя? Как вы хотите? Маргарита Дмитриевна. Да. Вы на пенсии? Да, я на пенсии. Как живется теперь пенсионер? Совершенно. Коли нет допомоги от сына, от дочки, от родственников, это не мешает. Не хапает пенсии. Ну, не хапай пенсии. Треба как-то регулировать это. Ну, хотя триматься на поверхности. Ви сподіваєтеся на неких опозиційних лідерів, які виведуть країну на новий уровень? Ну, я сподівалася. Тревно, что единого не будет. А сейчас это то один, то второй. А что касается этого Улаковича, я уже Терещенко не буду, так пострадал Игорь Дудкевича. Ну, это что, мона, самая настоящая мона. Я... Короткие эти еще есть. Ну, она есть, да, есть. Что вы про нее можете сказать? Ну, я пока только... Я пока нейтрально отношусь к этой. Ну, женщина, Да нет, вы- это ну и что? Ну и что? У меня такой, знаете, женской солидарности нет. Я отношусь довольно внимательно к этому солидарности. А кем вы працевали? Я працевала выдавецким клубом. Ви чоловік, який має дочинення до контрфільнику. Я маю дочинення до всього. І до народної волі, і до Радіо Свобода, і, ну і... Добре, дякую. Ти знаєш, як я тут попав, я їхав. Выпадково. Буквально. Саша, я звонил тебе. Я сказал. Телефон сменился, я потом дам другой номер вам наберу. Все добре. Я вас хочу спросить. Ну, вот это питание, вот это питание мне не сподобалося.
А у нас нигде не потрібно затримувати. Ніхто це на виборах. Після виборів. Ні, на вулиці говорять про я на всех отказываю, коллеги дальше тоже не хожу, так, есть момент, я, это Сибирова Зимовский еще рассказываю. Почему я скажу, Олег, прикрой в какой-то из этой компании, конечно, есть шанс собрать... Олег, хочешь на камеру працюєш? Представляете, вот эту норму, любым сказать, без репутации, без нормальной репутации. Олег, просто треба, как бы сказать, это компания, больше воли, просторно, у сердца, у души, нечто. После выбора воды закрутит. Олег Алимов будет достатково и плотно, то до конца уже не закрутит. Надо после выбора собирать голосование. Хотя бы больше свободы, раскоров, больше федерации пошибаться, бачить один другого на будущее. Им страх, людей ввели до становища на полоханом остатке. Это просто жахливо, как глядишь на то, что отбылось. Кто-нибудь у вас такая... Я таким не буду. Я в тюрьме был уволен. Есть меркование, что эти особые и короткие, будет такой проект Вагнер. Два аккумулятора Кальваска. За то, что робится для национального Лукашенко легитимным, который не является легитимным уже. Ну, ты не имеешь удельники этих компаний, они кажут, что ты не имеешь, сейчас в выборчей кампании можно донести до выборцев свою позицию, можно с ними размовлять, можно прислушивать демократичные каштовности, и это уже корыстно. Коли сидите у себя дома, к концу зняться, тогда это признание. то есть вы протягиваете чакать, вот именно 20 картей, что все на зрителей. Я скажу, что она мне не симпатична, никто не Главное, что она не сделает. Добре, дякую вам. Тут больше Савкевича зараз буде. Я спробую знову Савкевича. Я думаю, что Лукашенко, человек Наполоха, он уже робит все сам. Он сам докажет. Он сам докажет свету, что он нас пытаются, у нас легенда. Вот и Шушаренко. Марта снимается на селфи. Это такая Николас, пропоную мне, людей. я не веду, что я буду... Какими-то политичными. Пришла, сказала, как пришла, Организованных проблем. Так и не проводят. Я бачу разумные, пригожие, вкусные квартиры. Я доволен. Мне вельми приємно, как он. Люди на політики вони просто вказує на питання людей. або какой-то як значить. Ну, уже стоим. Можно. Дякую за контакт. Если было естественно, где-то в Беларуси, что-то Закопляются. Тиснуть ему руку. Уже тем, что признались, молодцы. Не бачу. Не бачу, чтобы он полохался. Матчи активисты.
Вячеслава Симчика так само пришла. Галина Симчик пришла сюда. Да, ГУМу на встречу с Николаем Статкевичем Кучмак. Дети его ведают. За его переживали. Вельми раді, тому що визволені зараз активно. Но для них самое главное сейчас, люди пришли на выборы. Я думаю, что своим бюллетенем что-то делать. Давно уже никто на бюллетень не обращает внимания. Все уже протоколы заполнены. Протоколы уже сегодня заполнены. Потому что они уже знают, кто кому не дадут. Вот если не будет на избирательных участках, это самое больное место. Десять случаев, тысячу, да? Одного можно убить, 10 можно посадить, 100 можно... Янки выселили. Крым, Думу, растернули скористаючися мовою. Так само, как не важно. Вы в какой части Беларуси живете? Я живу вообще в Минске. Ну вот, наверное, вы доехали до Кольцова. Гражданин, спускается на Николая Сергеевича, так сказать, не так. Не совсем зрозумело, что стало причиной этого выборища. Вот ранее, как бы во всех акциях, звичайно, такое відбувалося, коли з'являлися ініціянти і починали нечто потребовать. Ось і натовп, звичайно, мог отказать такими аплодисментами, такими вопчами на їх потребування. Покуль тут не бачимо, щоб нечто справді нічого знову потребував від Николая Статкевича. Він сказав, що ініціант, лейтенант міліції, який склав на його протокол, у 200 сішов, що далі йому невідомо. Николай Статкевич. Это все-таки не россияне. Вот такая человек с черным, кажется, что максимум это россияне. Будет 2-3-4. Кому вопрос? Это наша позиция. Не надо заставлять людей и вести их туда, где они могут получить проблемы. Да? Сегодня в Институте мы Можно я попробую обойти с того боку? Где я кому сказать, что в здании нету порядка никакого? Ольга, вы так само Скажу, Олег, гучнейко питання. Питання в тим, що ви тут робите? Ми прийшли підтримати кандидата у президента Республіки Білорусь 2010 року, який сидів під фабрикованій справі 5 років на пікет. На пікет за на Беларуси, правдивые, где будут удельничать все кандидаты, которые удельничают в 2010 коли не захочет, и новые, коли не захочет, чтобы была честная конкуренция, как выберет белорусский народ, а не кремлевские халуи. Бо глаз народа, глаз Господа. Вот.
Ольга, дякую вам. Наші пожитання, як вас не підтримали, як все таке, що це мирно для вас. Алексей, привітання! Я за тебе привітання! Вон там. Коли білоруси бачать, що шинок не може стати на ринку, працювати свого. Ой, нема мікрофону. Слушай, я снял на Киевское школу, Бойкот. Бойкот. Я не говорю. Про провокаторов Анна, вітаю, вам гонорар, то, що обіцяв. Анновський гонорар буде про пару днів. Я вам напишу. Потому что вы в кино Ананхауловский, то, что писал на вашей коробке, вы не удалили, я потом написал. В черном Не удаляли. И они... Вы Анна пробачьте. Я вас... А як ви ставитесь до того, що нам антисоветского боя в Украине администрацию это уже пару дней снимается, и соответственно размовы про вчерашний. А то, что критика надо У меня другая подписка, и ни разу Я читав, він сказав, я не прийшов. Можна притягнути. Як я прочитав у коментах на сайті на одним знакомым вот этой пытанки, один маленький пикет, и одразу все видно. Кто-кто? Так, можна, щоб ти не між притягнути нашу розмову. До вас не виходять люди, які кажуть, що там не шмат. А що питаються? Люди пытаются тянуть шаг. Чи питаються вони ваші позиції на виборах? Вельми редко, а тут пришли люди, які ведуть, які щось змінюють. Моя позиція дома, да, лучше. Так, дякую, що ваша організація. Коля! Нет, вот смат людей, які кажуть, що треба нежно. А де Селябецька дівчина?
Толя, дай сейчас где-то гигафоны, треба людям стать и смотреть. У нас убивают детей. Гигафон, да. Сколько задних будет целый у меня в 10 лет воровали сына. Давай, встанем. Вот тут и встанем. Преследовали за ним, не давали жить. Пошли. А сейчас убили, похоронила, ходила к Лукашенко, просила помощи, говорила. Никто не Дякую за стяг. Дякую. Олег, давай. Шановні сябри, вялікі дякую, що ви не напалохалися. На сьогодні ми потребуємо тільки одного – нормальних виборів, а не того спектаклю, того цирку, який нам сьогодні пропонують, з записними акторами. А одним уже загоді відомим вічним, як він думає, президентом. Сьогодні ми показали, що ми люди, что мы не полохаемся их, и мы будем настаивать на своем праве збираться разом и говорить про ситуацию в нашей краине, а потом неколи собраться разом, как раз и назавсёды изменить эту ситуацию, как сделать Беларусь вольной. Живи Беларусь! Нам сегодня стали доводить, и вам стали доводить, что вам, найперш вам, но и нам, усім белорусам сегодня стали доводить, что только с одним человеком мы заховаем Беларусь, что только он гарант нашей незалежности. Насамрэч не. За 20 годов, який гэты чалавек кіруе краінай, наша Беларусь стала цалкам залежнай ад суседняй дзяржавы. За гэтыя 20 гадоў не праведзены ніякія эканамічныя, ніякія палітычныя рэформы. Краіна знаходзіцца ў стагнацыі. Прынятыя законы, якія абмяжоўваюць усе нашы правы, нават тыя, якія мелі вы за савецкім часам. За гэты час падвяргаліся пераследу найлепшыя людзі гэтай краіны. За гэты час ад беларускасці, ад яе мовы, культуры, гісторыі амаль нічога не засталося. Беларускі свет амаль цалкам заменены рускім мірам. Я не маю нічога супраць рускіх, я не маю нічога супраць Расіі, але гэта моя беларуская краіна, і яна павінна быць беларускай краінай. І вот з гэтым чалавекам нам прапануюць ісці ў будучыню, у Еўропу з Лукашенко. Вы уяўляеце нас з вами разом демократичную Беларусь у Европе с диктаторами. Я особисто не уявляю. И я переконаний, только новый человек, новая влада зможе по-новому повернуть Беларусь, повернуть ее сапраўды до демократии, до европейскости, до нашей белорусской будущей. Живе Беларусь! Живе! Дорогие сябры, сегодня найбольш популярное пытанне, а что робить падчас голосования. Зараз улада закидывая про социальные сетки, приходите и голосуйте нават супраць усіх. Потому что самое слабое место это явка выборщиков. Люди за 20 годов стомились от фарса выборчага. Люди хочуць сапраўдных сумленных выборов. Тому памятайте и говорите людям, есть артикул Конституции 65, где написано, что каждый человек самостойно вызначае, голосовать ему ці не голосовать. Конституция мае больш высокую юридичную силу, чем той закон, на який посылается улада. Тому 11 кастрычніка, может хтось из вас не ведае, але гэта у Беларуси день рыбака, это день грибника, это день, калі любимый зять наведвае свою тёзку и разом з ёй ідзе ў грибы. Калі мы зробім гэтую великую справу, калі улада побачыць напалову пустыя выбарчыя участкі, калі міжнародныя наглядальнікі побачаць, што людзі хочуць выбараў, а не фарсу, гэта і будзе першая маленькая наша перамога. Жыве Беларусь!
Кричите питань не достаткаешь, и он будет вам кричать в отказ. Я думаю, ведаете что? Я думаю, усім усе зрозуміло, що відбувається. І ми просто хочемо переконатися у тим, правда, що ми робимо, відчуваємо це так, як відчуваємо, і це відчування правильно. І то, що сказав Лебедько правильно. Чим більше нас буде ось на таких зустрічах, і чим менше нас буде на виборчих участках, тим більша вірогідність того, що в цій країні нечто зміниться. Неотданий вами голос Ярмошиной, это ваше голосование за свой будущий лес, за лес своих детей. Шановні сябри, я от ім'я своїх колег сьогодні дякую вам за те, що ви прийшли. Я відчув, що у нас сьогодні відбулася така виконавча акція, яка показує, що ви зможете добровольних виборів. Я сподіваюся, в ближайші тижні реалізувати для вас, у вас на іншій не буде зустрічі з Лукашенко і запросити його туди. Я повідомлю вам місце і час зустрічі пізніше, а так само я збираюся надрукувати в інтернеті своє питання до Лукашенка. Так що все буде відомо. А зараз велике дякую, що ви прийшли. Коли ласка, можете розходитися, будьте осторожним. Хай береже вас Господь і живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Живе Білорусь! Живе! Дякую, що прийшли. Что они пришли, проявили мужество, проявили свою позицию и попередил сказать. Ведаете, не хапая сил, тому запрошаю кожного неабыякового, записывайтесь у наглядальники, для того, как мы ведали, якая есть реальная явка. Звертайтеся, можно про социальные сетки нас знайти, и, коли ласка, это вельми важно, как мы были на выборчих участках и ведали, сколько людей реально пришло. Возможно, будет поведать, там что-то решение, увеличить сколько избирательных, максимально покрыть, нет, я за пишу несколько хотя бы зразумел, что участвовал в Тюменску и продемонстрировать, что выборы фактично сфальшованные за больше процентов явок. Мы нагадаю опошнее, что Миколай Статкевич, различившийся с этими людьми, что тут собрались, сказал, что в уявленном плане заявить встречу с Александром Лукашенком, и он в интернете собирается накрывать питание до Александра Лукашенко, а прийде Лукашенко на эту встречу с выборцами, не это уже от него не зависит. Ну, такие план он обвестил тут. І розвітався з людьми, але я от бачу, що в принципі зустріча протягується, до його вже потягнулися люди, які прийшли до його з якими своїми проблемами. Ось одна жінка, там син загинув. Короче, він вже становиться таким народним парламентарієм, назираємо заочно. Політичний такий вже характер этой акции, видать, закончился, а далее притягивается просто встреча с людьми. И по-ранейшему не бачу никаких спробов это мероприемство спынить, ніякого йому пошкодить. Хоча не виключно, що після того, як Миколай Статкевич відсюди з'їде, його, як раніше бувало, шмат разів, где-то спинять, відведуть у міліцію, щось з ним зроблять. Во всякому разі, доклади наших в очах, ми бачили, що на його був складений протокол,
І, безумоўна, гэты протакол будзе некай падставай для далейшых дзеянняў. Канешне, мы шмат разоў назіралі, калі на загад зверху протаколы проста клаліся ў скрыню і ніякіх далей рэакцый не было. Такое таксама магчыма, людзі все разумеюць. Цяпер, калі тут ёсць назіральнікі парламенцкай асамблеі, улады зацікаўленыя ў максімальна спакойным падзеях падчас выбарчай кампаніі, то, магчыма, вось эта акцыя, якую сёння правёў Миколай Статкевич, яна не будзе мець для яго нейкія адміністрацыйныя наступствы. Хотя и даже все равно, меркуют назиральники, не означает, что все будет добро и что не будет репрессий, например, шараговых удельников этой акции. Такое так само шмат разов отбывалось. Так большим людям не хочет просто развитываться с Николаем Статкевичем. Отошли журналисты в основном. Ну, конечно, любители. С этим вот, да, проще. Больше вокруг его уже простых людей с некими своими просьбами, проблемами. Подписали эту бумагу. Мы бачили, вот частей за все, я пытался его, якое питання задают, да, частей за все, по моих назираннях, его пытались, что он будет далі робити, і тиснули ему руку. Захоплялися його немужністю. Спасибо, Саша. Вони позиція до вибору так само. Я не уберу. Таня, это, наверное, это для истории. Для истории. Развитывается Владимир Никляев с Миколаем Статкевичем. Владимир Никляев попереджив сьогодні раніше, що він прийде обов'язково на цю акцію, слово своє стримав. Ось. Ну, достається Миколай Статкевич. Може, один. Звонок, да? Становиться скучить. Я зараз на праці, я забороню агрессии, потому что некто повинен застаться, кажется, на мой тыл, и я Пашка, становись тылами, я не ризиковал. Хочу ей подякувати за всі ці роки, як вона змагалася, яка вона була молодчина, ну, взагалі, трималася. Саша, ми збирали списки, як це Я разумею, я ініціативна. Не, я покулю. Я думаю, ми, мабуть, побачили. Я заборонил сюда вести, потому что я господин будет займаться на свободу. А вот они скажут. Это предпринимальники с инициативной группы. Женщины, офицеры. Я вет, с нашей заготовленной. Можно, Микола на раз разобрал. Я ему сказала, что на дороге написал только 2 человека. Чтобы он Больше подписывались. Еще... Чтобы он, нет, я говорю, чтобы он знал, что с людьми надо работать. С Бермота, да. Что с людьми работать. Люди боятся. Нет, он понимает. Он понимает, что люди боятся, что это не надо говорить, что прямо все за него. Очень много боятся. Пашка, так что то? Пока почекаем, тримай покой. Да, может... А покажи, где ты снял. Я потом Татьяна. Іра, привітання. Працюється сьогодні. Ну, молодці. Та наша Ніва. Его ситуация как бы очень сложная, если наши контакты отследят. Вы возьмите мой мобильный, давайте мобильный, давайте может подождем этих типа выборов до конца, и потом об этом все займемся. Или это поздно будет. Хорошо. Тогда, может быть, даже вам же надо только быть даже сейчас, когда начнется сессия народного сейчас. Но я боюсь вас поставить, если меня брать вас не спросили. Вам
Хорошо, давайте где-то здесь находиться, если все нормально будет. Петр Николаевич, я вам просто вас очень сильно благодарю. Спасибо. Спасибо вам. С 10-го года Спасибо. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Можно, конечно. Надеюсь, что не победит. Спасибо. Сьогодні вельми популярний жанр селфі з Миколаєм Статкевичем. До демократів за це. Петр Миколаевич, які виники головної сьогоднішньої акції? То, что люди собрались, то, что они показали свою волю и прагу до нормальных выборов, до свободы. И то, что влада показала, что она на гвалтовный публичный разгон, она не может повести, грошей нема на это. На диктатуру нема грошей. Максимум всякие гадости потом таемные, там суд потянут и так далее. А вот так вот ранее бы собрались, а так, что бы они тут вырабляли уже тут, с дубинами тут же прочесали 10 разов. А зараз, пенёнзы кончились, кажется. Ну это может только один такой месяц свободы. Я думаю, что когда мы примусим открутить, скажем так, на 2 обороты гайки, они закрутят максимум на 1. Вот зараз треба якомога більше свободи просторової і свободи в головах. Тоді їм закрутити буде тяжей. А скажіть, а чим скончилася ваша розмова з міліціянтом, який підходив? Він некий хлопчик нечто писав і пішов. Нечто хотів там забити мене, я нічого. Я з людьми розмовляв, мені це не цікаво. Я не вугольний, що начальнику не відправили. На мене під танк Статкевича завсюди в зоні в тюрмі кидали лейтенантів. Потому что остатки разумные под танк не идут. Третій раз приноситься з танком. Дякую. Миколай, ваш наступний уділ у виборах так само буде такий, як танк? Ведаеце, я вельмі боюся, я сапраўды боюся, што у нас сітуацыя зменіцца без выбараў, гэта рызыкоўна для дзяржаўнасці. Але гэты кацёл, які ўжо заварылі крышку яго, і недзе там ідзе. І калі будзе выбух, страх, які накоплены і заціснуты, вельмі рэч жахлівая. Ведаеце, мы яшчэ вельмі здзівімся беларусам, яны самі сябе здзівяцца. Так што, а мы вступаем у такі перыяд часу, калі гэта робіцца рэальным. А наконт наступных выборов, дожить бы их еще до их у всей нашей краине. Поглядим. Я думаю, что, максимум, в ближайшие годы ситуация начнет меняться радикально, потому что вы бачите, что рубится с экономикой, и с российской так само, а белорусская экономика это стратная филия российской, и отповедно с нами. Недаремно у Лукашенко почались такие дані на Заход, потому что оттуда уже, а там мало кормят уже, не хапая. Як ви ставитеся до розміщення в Білорусі гэтай расійскай авіабази? Адмоўна. Гэта Россия з нашай зямлі будзе пагражаць свету, свет будзе пагражаць России на нашай зямлі. Это кепска. Гэта нейкі рычаг уздзеяння на Беларусь? Я думаю, найперш на Захад, напалохаць Захад, пайсці на кампраміс, на дамоўленасці нейкія па Украіне і так далее. Напалохаць Захад, каб ён пачаў размаўляць з Россией. Ведаеце, кепскі хлопчык іншы раз б'е маму там па нагах, каб яна хоць звярнула на яго увагу, хоць шлёпнула там, ці што накрычала, але звярнула увагу. Звярнуць увагу на сябе, давай размаўляць. Это вот такі, скажем так, атрымоўваецца сігнал. І акрамя гэтага, гэта база супраць Киева. Это всего там меньше за 200 километров до украинско-белорусской мяжи, а там же всем близко до Киева. Это супротив Украины. И это вельми прикро, что с нашей земли будут погрожать такому близкому до нашего народа. Другие близкий народ. Яна може бути використана супроть білоруського Майдану? Не, гэта самолеты, там ахова будзе невелика. Але гэта першы крок, а яны уже плануюць сухопутную базу. А вот это будет уже реальная погроза. Але это же контроль над аэродромом, куди можна прилітати, привозити войска? Можно все так, але перекидка войска в Басір, вона не застанеться без уваги, безумовно. Які б та улада тут не була, вона буде наглядати за це. Це не сховаєш. На вашу думку, це тримає Лукашенко некий кредит от МВФ, чого він домагається? Думаю, що шанси у його є. Шансы есть. Это будет политический кредит, бо на реальную реформу он не пойдет. И он берет гроши на реформы, как запозбегнуть реформу. Как заховать свою ладу над экономикой у вигляді, як він зробив колхозом. Ось ми почули тут під час зустрічі, ви розмовляли з людьми у темнику про наслідника Николая. Не. Я детей не шапаю, вы что, дети это святое. Ну, пока вы сидели в тюрьме, наследник сопровождал з'явився.
Итак, ведаеце, я не лезу ў сямейныя справы, толькі, ведаеце, ну, шкада некаторых дзяцей, якія раслі вот, у такіх штучных умовах, і што будзе з імі, калі напынуцца ў рэальных жыццёвых умовах. Вот пра гэта заўсёды бацькі трэба думаць. Мае дзеці ў цяплічных умовах ніколі не былі, і яны таго свайго ў жыцці дасягнулі. Я адзінае, што вінаваты перад імі. Я 5 гадоў забараняю ім сюды прыязджаць. Яны вымушаны там былі скончыць другую адукацыю атрымаць, павыходзіць замужаў, там панаражаць мне ўнукаў, і весь час пытаюцца, калі мы можам прыехаць. Вот мы недавно рызыкавалі, скажем, маім братам, я ему таксама забараняў прыязджаць, а ён кажа, я уже, кажу, што там уже, мне не шкада. І вот он прыехаў, пабыў, мы ў бацькі сустрэліся, ён з'ехаў назад, ну, мабыць, кажуць, тыдні праз некалькі, магчыма, пасля 11-го, я, калі ўсё будзе спакойна, я дазволю дзецям вярнуцца на радзіму. Дякую, вялікія, прабачте. Вялікі хацяць задаць. Я не хацеў закладнікаў, разумееце. Віктор Миколаїв, ви на минулому тижні зустрічалися з представником німецького МЗС. Які ввогуле зараз, от, я не знаю, їх розліки будуть признавати вибори, не будуть європейці признавати? Я думаю, что у них некие достаточно примитивные и нереальные нафтопродуктов на заход, станов российских нафтопродуктов. А вот Лукашенко настолько привязанный, как поставить его нават не то на коленях, а, как он кажет, наклонить за сутки. Достаточно просто зробить рынковые кошты на энергоносители. И все. И он створил эту экономику. И он не гарант незалежности, и он погроза незалежности. Он зробив такую экономику, как заховывать уладу. Эта экономика такая, яка дозволяє все тримати у кулаках, але она не життєздольна. И он створил эту ситуацию реальную погрозу незалежности. И у всех этой гулі з ім, это просто, кажуть, ён будзе спрабаваць атрымаць адтуль і адтуль. Нікуды яго не перацягнуць, немагчыма. Ён туды ўжо прывязаны і нас прывязаў. І нам трэба будзе думаць, як прибавши гэтага чалавека ад небяспечнай для краіны яго пасады, думаць, як рабіць нармальную эканоміку. Гэта цяжка, будзе цяжка. Віктор Миколаїв, так само питання, яке шмат кого хвалює. Што 11 кастрычніка, дзе вы будзеце? Я не ведаю. Для мяне 11 кастрычніка гэта дата не існуе. Выбораў нема. Ведаеце, звычайна мы выходзілі, таму што вот у нас есть кандыдат, выборы фальсифікуюць, ён сапраўды там выйшаў другі тур ці перамог, і мы патрабуем яго перамогі. Што зараз? Фіктыўныя сапернікі. Яны самі не вераць у тое, што будуць звечыць бюлетэні. Яны нават не кажуць рэальна, на што яны ідуць выбары. Іх мэты асабістыя зразумелыя. Але от для нас што з гэтага паходу? Што вы больш дэмакраты прынясеце нам? А мы раскажам пра праграмы. Даруйце, але калі ты расказаў па тэлевізору пра сваю цудоўную праграму, і потым тая палова беларусаў, якая верыць у сумленныя выбары, скажа, і праграма яго была добрая, але як гэты чалавек ісці ў грыбы. Але мы скарыстаем напоўніцу магчымасці агітацыйнай кампаніі, яна завяршаецца 10 кастрычніка. Я прыглядаюся да гэтай даты. В ближайшие тыдни першую встречу приведем. Коли не придется, придется приглашать наступную. Я все сам организую. Не треба мне гроши, там, подтримки профсоюзов, там, администрации районов. Сам все организую. Николай, будете уговаривать Лукашенко, как он пришел? Уговаривать не буду, пропоную. А не так, как не смог, не дал рады отказаться? І питання не задам. Николай, а не приезжает перший тур голосования европейского. Что будет далее? Что будет далее? Будет Беларусь и наша отказность за яе. Хай хто заўгодна прызнае, не прызнае, ёсць Беларусь, мы стоим на гэтай зямлі и будем на ёй стоять. И никому яе не отдамо. Не отдамо нашей краины хаму. Как военный эксперт, как вы считаете, что нужно делать в стране, чтобы не повторить сценарий Украины? Нам потрібно, ми не потребуємо зараз улади, щоб некуди розвернути Білорусь на захід, на сход. Ми потребуємо просто сумленних виборів. Коли буде нормальний парламент, де будуть різних міркувань депутати, хто там за Європу, хто там за Росію, і хай вони зберуться разом, хай вони не як на могилках зараз там сидять, тільки там руки піднімають, а хай поб'ються там.
Это жыццё, это нормально. И нам дадут компромиссный некий вариант, які задоволить подавляющую большасць белорусов. Только так мы запазбегнем этих конфликтов. Только праз полную демократию, не праз подавление значной части громадства другой части. Там 55 за Европу, там 45 за Россию. Давайте их задушим и повергнем. Давайте просто, скажем так, домовляться в межах парламента. Все-таки с военной точки зрения, если Россия агрессию проявит так же к Беларуси, как к Украине, что нужно с военной точки зрения делать? Ведаеце, калі супраць нас будзе агрэсія, абавязак любого мужчыны браць у руки зброю і абараняць краіну. То есть вы даете нам право, даете нам разрешение? Вы у меня спытаетеся, я не верю в это, вы сами пойдете. Николай, праз год вы пойдете у депутаты? Ведаеце, я не ведаю, што будзе праз год. І у нас ёсць уже, так мовіць, коаліцыя, і тое, што яна, ну, як нехта сказаў, так вот, один пікет усё покажа. Вот видно, што гэта сумленныя, мужныя людзі, і мы будзем збірацца і будзем разам выпрацоўваць нашу стратэгію на наступную кампанію. Але нават пры несумленных выбарах удзел лепш, не удзел, пры умове, калі ёсць сумленны цвёрды кандыдат. Быў Лебедзька кандыдатам прэзідэнта на гэтыя выбары. Я б его закликал, там, Тора, не раби глупцев, не сдымайся, иди до конца, каб твои назиральники доказали, что бюллетени не лічаць, и збирай людей на площадь, и потребуй перемогу, каб признали твою перемогу. Але гэтага няма, и теперь застаецца только игноровать. Падчас наступных типа парламентских выборов мы будем знову дискутовать, але якая там позиция не была, яна будзе нашей агульной. Я нават готовы соступить со своих позиций, але каб не было, вот это раздраю. До того, как вы вышли, казали, что некоторые казали, что вы выйдете, и наоборот будет раздрай поміж оппозицией. Покуль вот ваше дзеянне только об'яднаць позицию. Гэта, ведаеце, калі реальная, скажем так, погроза усяму, то трэба об'ядноўвацца. Это она уже выше за наши амбиции. Вокруг Лукашенко можно? Это погроза, это погроза. Лукашенко это не гарант незалежности, это погроза. И ведаеце, мы об'ядноўваемся вакол агульнага бачання і барацьбы. А барацьба, яна патрабуе ад рызыка. І калі людзі, я не памыліўся ні ў кім, з кім я вёў размовы, і гэтыя людзі тут, там адзін не здолявалі, а у яго там свае, это жыццё справы, наш бы ён быў таксама разам з намі, але я думаю, што у іншых таксама ёсць магчымасць лідараў апозіцыйных палітычных арганізацый далучыцца да коаліцыі. Калі ласка, вы там супраць расійскай базы, правядзіце там з десятых пікетаў па Беларусі і ідзіце до нас. Так, дякую. Лише питання. Коли Єврозв'язці виділять кредитні гроші, чи пойдуть вони на реформи в країні? Яны пойдуць найперш на тых людзей, якія сядзяць тут у аўтобусах вакол. На резиденции. І на тое, каб запазбегнуць рэформу, каб іх пазбегнуць. Мне кажется, что институт президентства не оправдался. Ведаеце, все так, але гэта для нармальнай сітуацыі. У нас яшчэ нам у патыліцу гэты мядзведь будзе доўга дыхаць. Я думаю, трэба прыглядацца да польскага вопыту. Магчыма, нават раздзяліць уладу і стварыць канфлікт пастаянны такі ціхі паміж прэм'ерам і прэзідэнтам, каб ніхто, калі нехта будзе здаваць, каб другі яго спыняў. Трэба вельмі добра думаць, рабіць такую сістэму, каб яна была устойлівая супраць спробаў умяшання. Яно ж будзе і фінансавым, і магчыма, і сілавым, і эканамічным. Нам трэба вельмі устойлівую эканамічную сістэму. Парламент, гэта цудоўна, парламенцкая рэспубліка, але яна у рэакцыі вельмі марудная. Магчыма, нам трэба прэзідэнт, як у Польшы, які кіруе сілавым блокам. Магчыма, нам трэба ўвесці ў Канстытуцыю адказнасць імпічмент прэзідэнту за пагрозу незалежнасці і нацыянальнай ідэнтычнасці. Трэба ўсё, магчыма, на гэтай паставе лёгкая працэдура імпічмента трэба. Трэба механізмы, якія б з аднаго боку засцерагалі ад перацягвання ўлады ад дыктатуры, але з другога боку дазвалялі ў выпадку пагрозы эфектыўна і хутка бараніцца. Трэба думаць, і гэта, гатовага адказу на гэтае пытанне ў мяне няма. Бо у мяне ўвесь час ёсць вопыт у галаве 18 стагоддзя,
коли российские войски, там и австрийские, там и прусские гуляли по Речи Посполитой, а шляхта там створала конфедерации и секлася на своих там сойниках. И досеклися, згубили державу. Треба думати, шукати некий компроміс, скажімо так, безпека від диктатури, але безпека, можливість хутко оборонятися ефективно від внешньої погрози. Ми вже побачили, що тут у нас побач може вивести. Еще один вопрос. Как вы думаете, вот этот о размещении авиабаз на территории Беларуси будет подписан до выборов? Я думаю, что Лукашенко тут упрется. Я думаю, что в некой ступени это шантаж, спроба перешкодить, бо там Россия боится сближения у Лукашенко с Заходом. У них такие выдатные рычаги, кажут, цены на газ, на нафту в руках. Они все ровно, они всего боятся, они нашкодили так, и всего боятся. Вот они боятся раптом сыйти, и они вот показывают всему свету, что у нас есть такая домовленность. Они его подставляют перед Заходом. Я думаю, что он будет упираться до пошлика и не подписывать это погодение. А после выборов за добрые гроши он погодится на все. На жаль, такая ситуация. Сценарий Украины, мне кажется, у нас невозможен. У нас нет таких группировок, националистов, скажем так. Вы недооцениваете белорусов. И я думаю, что шмат з тих, хто зараз глядить телевізор там і захоплений Путіним, він пойде воювати за Білорусь. Окрім того, є такий фактор, ведаєте, усе ж таки, навіть як би не ставилося війська, офіцери, там так само шмат таких симпатизантів. Але коли військовцю дають загад, його 17 років у голову забивають виконувати, то, мабуть, там плюючися, лаючися, але пойдуть виконувати. Мне кажется, мы увидим вот это шоу, когда будут в автобусах возить от одного участка к другому. Военнослужащих, МВД, гражданской навошта, коли не лічать бюлетені. Але коли ви маєте на увазі, коли у нас буде демократія, реформи в економіці на полову, вельми кепські. А реформи у демократії на полову, як показала Україна, ще горше. Тому що, справді, повинна бути влада народу, а не влада кошельків, які купляють собі посади у парламенті. І треба буде так само думати про це. До речі, тут задавали питання про мову. Ось навіть у вісті кандидатам у депутати парламенту мовні іспити два, там, російську, дві державні мови. Отсеять багатських з кошельками одразу. Вони ж не вельми там привикли вчитися. Вот на вот это скористати. Еще один вопрос. Я думаю, всех волнует. А о пропавших оппозиционерах все всегда задают. Я задам Лукашенку про это питание 16 вересня. У меня есть что спытать. Сочите, вы будете сделаны. Мне кажется, лозунг Лукашенко один, сколько он правит, это продаю дорого, родину недорого. Я вот в соцсетях так выдвинул. Максима так, але он хочет уже взять более. Максима так. Ранее он готов был обменять ее в 90-х на посаду у Кремли, и нам пришлось там, как другая полова 90-х, тут то, что называю уличной войной за незалежность. Я не памятаю, сколько разов сидел на сутках, нельзя раз 25, нельзя так все. 86% уже что вы написали. Гэта вынікі выбораў, якія будуць перавыкананыя. Гэта та лічба, якую давядуць так званым губернатарам, але яны потым адзін перад другім, каб спадабацца Лукашенку, будуць яе падымаць там. Яму сказалі 80, ён дасць 81, а суседні паглядзяць і дасць 83. Давядуць до 90, а потым будуць зноў пускаць. І Лукашенко будзе казаць, я фальсифицирую выборы, за меня проголосовало 90%, а я поставил себе только 83. Женщина нагадала про 70%, а официального рейтинга какой-то возрастной. Кто? Были опубликованы недавно данные, свыше 1000 человек было опрошено, 76,6% за него, то есть поддерживают его политику. Ведаеце, это вот ушел в нашей краине, сказать, у добрым колгасе, там советские часы, кируется одним человеком. И он сам проводит опытания, проставление до его, сам организуя выборы себе. Все он. И когда человек организуя опытания про себе любимого, какие он лишь бы дать. Он нечто сегодня сарамливый некий. Только 76, кажется, сюда в суде. 76, ну это уже сарамливый. Николай, какой у Запада интерес? Вы писали в тюрьме, что
все, что они говорили на Западе, это пустое место. То есть их ценности все демократические, если они пожимают руку Лукашенко, ничего не значит. Какой интерес у Запада к Беларуси? Я напрямую так не казав. Видите, Захід – це таке широке місто. А я казав про певних політиків, про певних європейських політиків. Зараз їх зацікавленість, вони наполохані. Вони вельми наполохані російськими повозинами, російською агресією. І їх зараз зацікавленість тим, щоб тут не було погрози у бок України і у бок Заходу. Вот это зараз головне. То есть мир, они заинтересованы. Так. Поэтому на Минске они завсёды наполоханы. Видите что? Я вот некоторые любил читать 650 там диссертации с нашей истории друкуюсь. Вот я про 17 століття читаю, что враження такое дежавю. Вот знову же это Россия ломість, там на Украине знову анархия, там казаки, там Європа, там у вигляді Польщі, у вигляді Швеції, тоді то вийде, то зойде, а Білорусі завжди там поділені поміж собою. Але зараз дежавю вже цілком не буде, бо є новий фактор в політичному розкладі, нова велика держава, Америка, яка лідер Заходу, яка все ж таки, мабуть, там і штуркає до більш принципової позиції. Я не думаю, что все повторится, потому что вот именно российский ресурс, он шмат очень вычерпанный. Бо это смешно, коли сыровинный поставщик какой-то спробуя воевать с покупником. Это, до чего это приведет? Не думаю, что это надолго затянется, але погроза будет. Проблема закарцевуется с Донбассом, с Крымом, але вот эта вот всплеск агрессивности, худко инстинкты территории заменить больше головный инстинкт есть в Росії. І все стане Чому, як ви думаєте, зараз Лукашенко такі кивоки робить у бок Китаю? Он что, робит ставку, чи допоможе это ему? Гроши, дайте гроши. Старшиня Колгаса ездить по райкамах, по установкам. Дайте, у Колгаса не хапая гроши. Дайте гроши. Все. Але ж это китайцы, там за так не дают. Им это слово, там, поцелунки, там, и реверансы, мы будем вашими. Им это не треба, они гроши умеют учиться. Там внешняя політиці некілька тисячогоддів. Там навіть ми близько не стояли, навіть коли згадається наш досвід, там, якому, там, мабуть, годів 500, 600, 700, коли вчить опит ВКЛ. Так що там нікого... Китай зараз новий центр сили, так його розглядає. Все так. Лукашенко наступить к Росії такое збільшення? Але він не датує. Це спроба скончиться тим, що дадуть шмат мільярдів метових кредитів. А метові кредити, це значить гроші не дадуть. А коли ласка, купляйте наші товари, завозите наших работников и будете нам повинны соправдные доляри за то, что вам здоровье за юани. Вот и все. Декрет номер 3, как вы его расцениваете? Антиконституционный или... Который? Декрет номер 3, поборы с тунеядцами. Это соправды порушение Конституции. Это явно. Люди платят, навод кошт усіх товарів закладено. Ну что полтора? Одного тунеядца можно было привлечь по этому закону. Одного можливо, але що тут зашився, до його тяжко добратися. Хорошо, если он примет еще более жесткие декреты, допустим, связанные с контролем общества, там, допустим, на частную жизнь. Ведайте, любая улада, коли вона губляє народний контроль, вона йде до туль, покуль народ її не спинить. Сёння тое, што адбылося, гэта сціплая акцыя, гэта спроба паказаць пачатку, што мы спрабуем яе спыніць. А можна мирно это сделать? Магчыма і мірна, калі будзе стаяць тут некалькі сотняў тысяч людзей. Але успомніце першую рэакцыю, нават уже пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году, пасля затрымання и так далее. Почти говорки про то, что вот есть какая-то часть оппозиційного громадства, ну что ж вы так, треба домовляться там. Але потім, правда, знайшли знову розпущальники, знову потекли гроші, знову забилися. Тільки громадство може це спинити. Ми мусимо нести на певну ризику крадолю страх, бо інакше нічого не буде, бо інакше це буде країна не зовсім нормальна для життя. Придеться спинятися. Я вельми хотів би, щоб це було без всяких обварів і так далі.
Он уже все сильнее и сильнее пружин нажимается. Так. То есть вы 5 годов были у колонии, у турме. Ці не перебольшується виявилось потенціал білорусів протестних? Ведаеце, я заўсёды кіраваўся словамі аднаго рымскага сенатара, што робіш, рабі. Я хочу, каб моя краіна была нормальна. Я гэта раблю. Я нават, калі б я стаяў тут адзін, я стаяў бы тут. Я раблю просто гэта для сябе найперш, каб захаваць сваю ўласную годнасць, свой гонар. Гэта важна для мяне найперш. І, безумоўна, важна для ўсёй краіны. І гэтыя людзі, якія сюды прыйшлі, яны ўратавалі, ратуюць гэту годнасць. І зараз, мабыць, шмат дзесяткаў тысяч сядзіць у інтэрнэце, і яны шчаслівыя, наша іх гордасць таксама ўратавана годнасць. Але, мабыць, все ж таки придется хаця б часто з іх выходзіць. Годность сытая не бывает. Так. Придется выходить, придется рисковать. Ну, я уже сказал, наступна встреча с Лукашенко. Николай, вот по данным независимых исследований, 60% поддерживают Путина в Беларуси. Не СЭПи данные. Есть ли риск гражданской войны в случае национального Беларуси? Ведаете, я думаю, я уже отказывал на это питание. Это адрозно у листа написал. Нет, написали вы. Я писал на свободу, это не зря зашел, может, публиковался на этом сайте, я жду полтора. Я в нечем лишу, что это не российские, это там 80 там, с нечем процентов, где все это идет от инстинкта. Инстинкт земли, территории, есть у нас такие живельные, инстинкт свои чужие. У белорусов это у большинства это наведенное телевизора раз. А по-другому это вот, ну, они же наши союзники, ну, мы, значит, тоже с ними. У тых же доследованиях Манаева есть такие две лічбы. Там вельмі некорректно было поставлено питання, я нават критикував, гэта надрукавали. Там 15% белорусов готовы вітаць тут российские войска. 15%. А в 18 змагаться за зброю в руках. Але поравнайте, а третьей альтернативы не дадут. Поравнайте, что такое витать. Вот садите в кресле, старый человек, инвалид, не витая. А что такое змагаться со зброей? Такие отказы на питание давали молодые, здоровые, типичных мужчины. Коли перелечить это абсолютно, бо жанчины у нас не воюют, и хворые люди, они не давали. Перелечить 18% абсолютно лично. Миллионное войско доброохотников. Ну, у нас нема столько автоматов, ну что. Бойкот выбору один магчымы варыянт, альбо ўжо надышоў час аб'яднацца з Тацянай? Я нават не сказал бы про бойкот, бо это нечто больше, скажем так, это значит бойкот выборов, признание выборов. Яны уже отбылись. И об'ядноваться с Тацянай немагчыма, бо я не лічу яе самастойным палітыкам. Яна там кіруе один человек, які здрадзіў публічна, які зганьбіў себе, і пасля гэтага спрабуе яшчэ нейкім кіраваць. Это Андрей Дмитриев. Ведаеце, на туренным сленгу вот, у турме адрознена ад колонии больше богатый выбор статусов. Вот. Там не только там блатные мужики опущенные, там есть, например, такие статусы нечисть. Это люди, которые учинили аморальный учинок, аморально себя поводят, их выгоняют нормально с камеры. Так вот, мабуть, тут больше подходит это визначально, такие учинок. Я разумею, было страшно, не страшно. Ты зламался, ты написал, попросил пробачення. Все, хлопец, иди займайся аналитикой, нечем іншим, але коли человек, якого можна в любой момент взять, и які гарантовано подпишет теперь любую паперу, чтобы там подземный ход выкопали у Польшу, тягаем там автоматы оттуда. Вот. И он иде кіраваць, я не веру на вот его самостоятельность. А эта добрая жанчына, хай она застаецца такой, я ее ведаю, не ведаю, и ведать не хочу, бо я разумею, что она самостойна, не политик, да нема ничего, ей просто, кажу так, пропонували, и она на это купилась, ей приемно, и она кажа то, что треба казать, але, ну, военного казать. Ведаеце, колькі я себе памятаю про Лукашенко, весь час идут спробы створить некую оппозицию помощь. Починалось все у 95-му году, здається, за спробу там компартию, Чикина его вначале там расколоть, повернуть.
Потім там, ведаеце, були різні опозиціонери, ви вспомните, от Олег, там, помните, там, ну, Гайдукевич, там, некі інші. Були весь час спроби створити неку ручную опозицію. Навіть лідер опозиції Гайдукевич, депутат парламенту, його пустили туди, їздив в Брюссель, там, і виступав за Олександра Григорьевича, там. Ну, були більш помірковні варіанти, там, милые женщины, просто яких називати я не хочу, там. Весь час ці спроби були. От зараз ця спроба, навіть, даруйте, коли ми сиділи усі американці, там ці спроби були, коли людей підписували на супрацовництво і сподівалися, вони вийдуть, не скажуть про це. І тоді можна буде з них створити справжню опозицію, а не справжньо останеться догнивати в тюрмі. Але от Олесь Михалевич, він вийшов, і він поламав цей сценарій в нашій ступені, були ще признання, але у мене відчування, що призналися не всі. И уедете, кого я махну на хватит. Может Михалевич работать на КГБ? Уже гарантовано нет, потому что он зробил великую гадость. Ведаете, у меня были конфликты с этой организацией, когда завербовали одного сябра партии. И когда ему доручили подкинуть мне выбуховку, а как раз тогда год тому, ну, несколько месяцев тому, взорвали российский газопровод, чтобы на меня подвесить. Он признался. И его отправили в Украину, и мы сделали пресс-конференцию, и он дал мне информацию, кто тут занимался, два сопрацовники. Я почал збирати інформацію, який жах. Оказывается, в Молодому Сородку это родилося, ну, вельми поширено, это был конец, ну, 90-х годов, это не за год, так был 97-й, так 98-й. Я зробив зворот до начальника КГБ, назвал прозвище, телефоны, машину, этих двух офицеров и их метод. И попросил тлумачення. Мне ніхто не отказал, але я потім довідався, що один з них просто запил, бо на кожному нараді їх там крутили, а один, і мені вельми шкода, молодий старший лейтенант, який здавався, такий був колгосноватий, дубовий, такий великий, ну, випав з 9-го поверху власної квартири. Ось, такое було. І мені справді шкода, бо це чоловіче життя. Це провал. То, що відбулося за Олесем, це провал. Вийшов, заявив, де ще заяву про катування у прокуратуру написав. Тому там вельми кепсько було некому. І безумовно була помста, тому з його не зняли цю справу, даруйте. Я вже починаю гучно казати. Тому його зараз тягають. Ось, але він у некій ступені поламав цей сценарій. Але частка цього сценарію зараз працює, на мой погляд. Це ж суб'єктивно, бо я маю тільки один доказ. А це доказ яскравий. Чоловік виступив, зрадив і знову лізе наверх і спробує тут керувати. Вам Для мене це предлагало КГБ після виходу сотрудничати? Я не маю такого нахабства. Ні, навіть... Їх цікавило тільки, ведомо, я не давав показання, але ну, давайте поговорим. Давайте, я зараз задаю питання. А де Арестович, Марцин, не сидять, їх випустять чи ні? А у них все крутилося около двох питань. Как мы прозевали вашу партию? Потому что мы сами створали ураження, що нас немає, самі повірили. Бо, ну, 100 тысяч подписів, 100 тысяч там, и було для їх в певній степені шоком. И другое питание. Почему вы не боитесь? А почему вы боитесь? Короче, про 100 тысяч подписів. От поки ви сиділи, шмат було розмови, що нібито усі фактично кандидати на ті вибори зібрали фіктивні підписи. Мовляв, влада дала можливість і не забили. Що ви відкажете на це? Ведаеце, я не маю фактаў гэтага. І калі не маеш фактаў, гэта значыць плявузгаць. Але мне здаецца, што, скажем так, большасць кандыдатаў, тых, хто падала, па-перша, падалі ўсе, ніякія не ксеракопіі, а сапраўдныя подпісы. Магчыма, нехта перапісваў з аднаго ліста у другі, бо як адрэагавалі рэгіянальныя актывісты на тое, што апазіцыя не дамовілася. Яны хадзілі 5 лістоў іх. Ага. І даруйце, грошы былі ў усіх. У тих кандидатів. Без грошей там був один, мабуть, зелений кандидат, а зелений кандидат його не зібрав. Мені, ну, вже так ведається, що у нас був запасний кандидат, бо мої колеги казали, тебе Лука не зареєструє. Ну, взяли запасного кандидата, у якого були ресурси. І моя команда ходила з 2 листами, Дима Ус, у нас була однолькова позиція, що виборів нема, агітувати нема чого, треба казати про те, як фальсифікують вибори. І Дима не здався, заяву помимо не написав, там, він, витримав позицію.
Політичне поле до нас розне, безумовно. От у нас зараз прихильник руського світу. Ну, видите, нас тут цікавила позиція до виборів, а його інші переконання. Які переконання програми на виборах? Вони були тоді такі? Його, ну, скажімо так, свої симпатії, певні, геополітично його не ховав, але нам це було не цікаво. І він про їх не казав на виборах. Ми казали, удвох їздили по стрічці, казали, виборів нема, не голосуйте за нас, це немає сенсу, виборів нема, вас дурять, з цього у вас такі проблеми. Я казав про площу, він мовчав, але потім навіть він сам ще вийшов на ту площу. Так що молодчина, поважаю так Ви сказали, гроші були во всіх. Откуда були у вас гроші? Я вже сказав, у нас був запасний кандидат, Дімаус. А він давав гроші? Я так казав. Ви самі протягнули мою думку. Так слідує з вашого відказу. Максима. Мне один парень в социальной сети написал, что его дядя был начальником рижской милиции, или как там сейчас, полиции, и якобы он может озвучить адрес в Вильнюсе, по которому все оппозиционеры, в частности он вас назвал, получают зарплату. Хай назове. Я сказал, буду Гена его зовут, я не знал. Гена, обязательно опубликуйте сведения. Тем более Обов'язково. Пожадано кольки, калі, і хто давав. І, мабуть, вони повинні були дати, да не дали. Видите, мне там начальник этой американки приходил, там, я на Ладовце был, на телефоне показывал про это штыри там заточенные, бутылки с сумесью там, и перечитал справу. Вот, я кажу, як же так, вот по телевізії показували, що я замовив там комерсанту з Гомеля штирі, які той там замовляв в свою чергу на Жодинському заводі. Де мої штирі в цій справі? Гроші плачені, верніться хоча б гроші. Або штирі, як я їх здав на металолом. Де? Я не так... Миколай, а от під час вашого сидіння пенсію вам, вашу військову? Військова пенсія перевели в Могилев, залічили на мой рахунок, вылечили за моє утримання там цілком. А то, що заставалось, я тратив на товарка в тюрмі 180 тисяч в місяць і ні в чим собі не відмовляється, но арешту досилав жонці. Ну і скільки вам обійшлося це 5-годове сидіння? Я не лечил. Вы говорите, что с вас вы вылечали. Яны не казали. Яны не казали, они просто вот столько заставалось. Вот вы вышли и сколько заставалось? Нет, ведайте, там каждый месяц несколько заставалось, там, я не помиляюся, где около 3 миллионов, я там 180 тысяч на это самое, на подписку, вот, а то заставалось там, 2 миллиона, там, где досылал, жонцы ко мне прожигали. Николай Викторович, вас, наверное, там на убой кормили? А по прошлые месяцы так, потому что все ведали кто, и уже эту миску доешь, баландер тройную порцию каши, а не принято отмовляться, человек от души берешь уже, ну еще овсянку, ну шкода, жаба от души з'їдав, а эту сечку там, ну ніхто, ну думаешь, а это кидно, що є. А це правди. Ежа у турмі особливо, вельми кепська, одностайна, але каші готували добре. Кашу готували добре, але улітку особливо прямо каша, або нічого. Каша і криху варені колбаси у кашу на обід. І 2 роки тому були зв'язки, що там ні цибулі нема, ні чеснока. Так, там приходилось за це змагатися. Я вже з'їжджав перед від'їздом, я вибив собі там 5 кіло цибулі. Я там вже полічу цибулі на кольки місяців. І тут, мені кажуть, з грешами збираюся, кажу, куди? Коли самозванца наклонили, то я это покину. А коли нет, в колонию, то, скажем так, все покину тут. Ну, треть заберу только. Коли в колонию, 2/3 заберу. Коли некуда у лес закопать, то все покину. Скажите, куды? Вот из карт не кинешь за соцсем. А все те каёбочки пластмассовые, які туди так тяжко протягнуть. А они не сказали. И пришлось это все там на это самое, на сборку. А без цибули в турмі не життя. Ведайте, дякувати Богу, є раз у місяць медицинська бандероль. І хімія, центр, ну, так, это, видите, это самое, микроэлементы, витамины и кальций с витамином D3. Это вельми небезпечно для печени, мабуть, але вибору не було, і я там їв це кожен день. Ось. Але головне все ж таки, мабуть, не це, а то, що як стан моральний і фізичний вельми важливе спрактикування. Не знімають стрес, не дають нагрузку на організм. А для мозгов 4 тренування на день і 2 заняття англійської мови кожен день. Не замінали вам займатися фізичною? Ні, ніколи. Мне казали, что у некоторых турмах там на Жодину не дают, тут нет. Безумовно,
ну, ніяких там, акрамя там нару, лавки і подлоги снарядів не було, але можна знайти. Ще раніше вивозили у некалькі різні дворики прогулочні і заводили ще раз в один, де був турничок. Я полетів, 12 разів ще підтягуюся, хоча це мишці не тренувалися. Написав у жонці, після цього останні роки виводили в один і той же дворик. Правда, що після вас там некий турник спілували? Это у колонии было. У колонии спиловали не подчас, коли я знаходився там, как натравить людей на меня. Это удалось? Нет. Нет. Там были нават прямые заклики, коли весь отряд строили, робили обшук, речи вываливали в землю. Потім знаходили мене не описану насовку, хоча там гігієнічні прилади нібито казали, не треба. Вели писати акт, а потім виступали і казали, ну серед вас знайдеться хоч один мужик, додасть йому морду, що за нього. А потім після цього до мене йшла ціла делегація, чоловік 20. Сказали, Виктор Ильич, там вот так сказали, можно будет защищать вашу спину? А один там сибиряк такой был, где-то, Виктор Ильич, наконец-то настоящее дело. Ну кто тут подойдет? А там были некие российские вязни? Были шмат. У Опошню, это было вот у першую отсидку, бо я был у самом таким штрафным отряде. А Опошня 2 месяца был в колонии поміж крытыми. Это было у так называемом, как сказать, казином отряде, где обслуга вся, секретари, прибирающие, дневальня, и яны вельми кепская моральная атмосфера, яны все 90% стукачев. И там было несколько российцев, а одного нават, он с 2 высшими адукациями, я взял нашу компанию, людей с обсованных адукацией, и мы сидели там, у нас был свой такой козырный столик, мне место коли батареи, там, обмерковывали там, они, мабуть, так само стукали. И что там было за конфликт? Але было несколько российцев других, і от яны не ховали своей незадоволенности, бо мне пришлось там не казать там, на тему Донбасса, и казать, это вы один телевизор, а потому будет зовсім іншая, а правда недзе яна, кажуть, поміж ими. И вот одной мы пришли, и на моем месте сидит один там это россиянин, насупротив другие. Але нават я не поспел вмешаться, як другие хлопцы с обсованной высшей адукацией, найменьшего, только колледж по величальной техногородней. И он подошел, и просто все потлумачил, как больше там не было. И они утекли, сказали, я сказал, хлопцы, даруйте, это не Донбасс, не Крым, здесь место иншее. И тема больше таких не было. Вам тут не Крым? Так. Готовы ли вы объединить 90-е войсковцев, если в стране станет нестабильно и они... Ведаете, давайте мы эту тему зараз нас не будем. Я сподіваюся, що коли буде знешня прогроза, кожен білоруський офіцер, кожен військовець виконає свій обов'язок для оборони незалежної Білорусі. Я ведаю, що всі ті, хто носить погони, ставятся до меня с повагой, незалежно от их политических поглядов, коли их безумовно мають. Я это отчуваю постоянно. Навіть зараз, де тільки я не сутикаюся. Микола, як відносяться до вас у інтернеті колонії, вартовники? Ведається, звичайно, нормально. Правда, завсюди є так звані оперські, некілька чоловік, які роблять провокації. Потім уже я домагався того, як їх прибирали, я знав методи, способи, як це зробити. Але були хлопці нормальні, да? Більшість людей робить на цій тяжкій праці, мабуть, не тому, що це їх призвання, а просто кажуть, праця, вони сумлінно ставляться до своїх обов'язків, нормальні люди, вони так само поважають. Поводь себе, мой принцип, поводь себе годно и пристойно, а люди, они как малпы, они будут копировать. Когда ты будешь поводить себя непристойно, они будут брать запрет от гэта. Они интуитивно это рубят. Поводь себя пристойно, и все больше людей вокруг себя будет impнуться поводить себя, как ты. И под конец робится такая простора пристойных людей. Нормально. Это вы про охотников колонии? Про усіх так само. У колонии, у американцев особенная тема, там постоянно были внутрикамерные агенты. Я неколи, коли вы захочете пописать для нота, я вам наговорить могу инструкцию, классификацию внутрикамерных агентов, як з ними поводиться и так далее. Некоторые навод признавались мне,
правда прозвище називали, бо я їх людей бачу одразу. Робили мені подарунки коштовні. Один подарував шиковну пластмасову лыжку, яку пропускали на очень штрафний ізолятор со мною. І він ведав, що це таке, я навіть не зацінив, ну дає таку червону лыжку, він каже, Виталий, вы только потом оцените, какой подарок я для вас взял. Начальники КДБ, ті американки вас не викликали на розмову? Он заходил, когда я был на голодовце, постоянно сам у камеры, под конец уже голодовки, покуда меня не вывезли в шпиталь КГБ. Ну, вы когда-нибудь остановите? Ну, когда-то вы должны же остановиться. Такий вельми нервувався. А я таким лагодним голосом кажу, не нервуйтесь, у вас такая нервовая праця, успокойтесь, идите там, попейте горбаты. А один раз он вывел меня на вот кабинет, привел, включил видео инаугурации Лукашенко, начал показывать, глядите. Я гляжу в пустый город, едет эта машина. А я тут, сплоховал, я загодя сдал пытаться. Скажите, коль ласка, а на инаугурации от России и Украины кто был? Он сразу раз, спиняет видео и сказал, ну извините, у меня нет времени, я потом покажу. А вас там по этих коридорах, по лестницах таскали бегом? Ні, видайте, я був один раз, вони поспробували, як я за решами з камери спустився вниз і вверх, там, а потім після цього некие там, а потім після цього там некие папери, адвокації, я кажу, я не можу зрозуміти цих людей. То кожен день по 3 рази тиск меряють, там, чи не загнувся від голодовки, а потім ганяють з речами. Що-нибудь одно, хлопці, там, давайте, там, ці забіть так, я посміявся, після цього меня отчепилися вовремя. Я чув ці крики, бігом і так далі, але до мене не, тільки там некто маска починала читати мені там некую лекцію про християнську мораль, що самогубство це кепсько, це грех і так далі. Я кажу, в Біблії написано положити живот за другі своя і так далі. Коли я у реанімації шпиталя КГБ там на 24-й день спинив голодовку, тому там, ну, без варіантів, там, на іголку посадять, там, тільки злочинців плодить, які будуть мене ламати. Думаю, все, давайте, кажу, бачу, що це саме, пригав. Вот коли меня привезли про несколько дней назад, там эти все маски на топом собрались, и они меня так любили, все они так были щиро счастливые, что я вернулся живый, это было як дивно, парадокс. В Словській колонії ось на лісопілці працювали, там яке пошкодження ви отримали? Так, ну, за неопытности там есть разные маневры, так, перекидывание бервеньев, а я не ведал всех, и 2 бервины на ножницы, так, руку взяли. Недосвідчений зек, да? Ну, по мені ж без всякого этого. Вони думали, що мені хопить на кілька днів там. Вони туди вивезли покарання на те місце працовне, так званих активістів, козлов, так вони кажуть, накеровують. І про сповдні той вже прибігає, падає на коліні, там б'ється головою, там дарується, там це саме, заберися назад. А я там працював, там полядів, свіже повітря, пах, дерева, добрі люди, там, штрафники, там, ось. Нормально там, ось. А потім вони самі зрозуміли, що зробили глупство. І коли мене зараз привезли, я кажу, давайте мене назад у Буатряк, це положено, на пилораму. А мене от в це саме отряд обслуговування, де така кепська моральна атмосфера була. Чому ви одразу погодилися прибирати снігу той плац? Ну, такая праца, нормально. Я, видите, я пока сидел в одиночестве, там, это крыто, там же небо не бачу, я зимой марю, а это праца, это я беру и кидаю снег. Просто как дыхать по ветру нормально? Ну, видите, это такая праца, это такая мужицкая праца, її роблять усі, чому я не можу робити? Я не бачу нічого заганного в фізичній праці. Я, кажуть, вирос в людей, хоч батьки наставники, але це нормально. А вас не зневажало, що ось ви прибираєте плац, ходять інші в'язні і кажуть, о, були кандидати? Ні, видите, я не всі прибирають, хоча б це ж плац. Ні. Я розумів, для чого це робиться. Це робиться для того, щоб справді ніхто буде казати, авторитет не поміщить, і потім робити провокації. Бо коли починають зараз, то можна нарватися на некий бунт у турні. Але я ведав, що я буду робити це, от коли застанеться місяць до Риги, так, з тим, як я спиняю працю,
і вони починають автоматично там що робити. ШИЗО, ПКТ, Критая, і Лука не їде в Ригу. Я спеціально це так само було заплановано. Я мог би там покидати цей сніг тиждень, там, місяць, там, походити під відкритим небом, бо після Критої колонія – це санаторій. Удалось, Лукашенко же не поехал в Ригу. Да, да. Я Кремлику кажу, как он опять вернул этого? Думаю, что так само 5 копеек я туди вставив. Коли не 15. Миколай, пробачте, а як батько себе відчуває? Добре. В сім'ї все добре. Добре, мой брат, нарешті дозволив своєму брату з України приїхати, 5 років забороняв. Дітям забороняю вернутися. Ось, і ми разом посиділи, випили так, коньяку, взяв чарку. Що там ще, 90 минут? Что Радио Свобода, заканчивая, видать, свой репортаж, мы бачим, что Миколай Статкевич може довго відказувати на питанні. Їх шмат узникає, 5 років чоловіка не було в нормальному житті. У його шмат є про що згадати, шмат є про що сказати. Вельми цікавий сурозмовця. І люди протягують йому задавати питання. Ну, в принципі, акція завершилася, і поки нам невідомо про те, що ніхто був затриманий. Можна констатувати, що те, що задумав Миколай Статкевич, отрималося. Це була Радіо Свобода, Олег Розділович, до побачення. Не хочу. Хотите Живе Лукашенко, живе Беларусь. Войны хотите, да? Живе Лукашенко, живе Беларусь. Поддерживайте это самое. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Надо мир нам. Виталь Волод. Колеваска, я знаю, что мир, але какой мир нужен? Это вопрос. А у вас что, плохо живется сейчас? Колеваска, я канадский пенсионер. Мне нужно Вот горячие головы спровоцировали Украину, и вот так получилось, что друг друга убиваем, ненавидим и так далее. Вы хотите это самое получить в Беларуси? Можно жить лучше. Вы слышали о Сингапуре когда? Мы слышали о Сингапуре? По-русски. Слышали о Сингапуре? Почему Сингапур? Не брать образец Сингапура. Нам нужно брать Сингапур образец. Я то сказал, нужно хорошо работать, тогда и будет и Сингапур. Нет, это мой анализ. Я взял весь, проанализировал весь историю всего мира, всех вот таких вот правителей, кто долго был у власти. Ну, потому что 25 лет будет беда. Да. Румынию еще тогда при Советском Союзе. Ну и также наши вот лидеры Советского Союза. Брежнев, Хрущев, ну Хрущев чуть не это. А он кто был больше на Советском? Сейчас есть выйдет многие, не просто быть диктатором, как кто-то считает, но даже если будет святой, все равно на них на всех есть какая-то формула. Ну, вы пришли на акцию Миколая Статкевича. Да. Вы про его ведаете? Ведаю его. Пусть он благодарит Лукашенко, пусть подойдет и поцелует его за то, что его отпустил из тюрьмы. А за то, что его посадил? За то, что он его посадил в тюрьму, потому что он тогда нарушал закон и порядок. Миколай Статкевич, він каже, просто вийшов на площадь протестувати. Мирно, нікого не... Ну как протестовать? Он призывал, призывы были. У меня вот призывы «Живе Беларусь, живе Лукашенко». Никак нет. Переговоры, здається, не робили, но все такого не звучало. Добре, дякую. Ну, ти вмієш, може, прийшли до Статкевича? Ну, я подошел, я свою позицию высказываю. Я высказываю свою позицию, что я доволен этим. Что мы живем в свободной демократической стране, где может каждый прийти и высказать: Статкевич таким путем, я таким путем, я за власть, он за себя. Мне не нравится тоже, что он делает. Допустим, даже Караткевич
прекрасный кандидат, но он ее тоже кает, не понимаю почему. Тебе тоже она симпатизирует, так же, как и Лукашенко. Нормально пришли демократическим путем, их выбирают. Вот и все. Весь выбор за народ. Спасибо. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Ну, отжив. Ну, як я сказал ему, я коммунист. А коммунист, я на самом деле был коммунист. 30 годов. Ну что, я имею право это сказать. Там Богдан пишет протокол, Менты пишет протокол. Что, подводьте до Олега. Олега, возьмите их обоих. Что там отбывается? Как все это побачить, заходите на Facebook, распространяйте человек. Складається протокол, адміністративний протокол за порушення. Николай, Вы ему сказали, хочешь быть майором? Я вам так скажу, руку вас на замужность ваша. Мне не будет. Такого не будет. Вот вы возьмите корреспондент. Да, свидетель, что вы здесь как, есть какие играют? Заняла мое место. Что? Заняла мое место. А, прости, но оно уже мое. А, ну да, ну хорошо. Так же будет. не дотягнули сюда, Миколай Сергеевич. Дотягнулись и даже пообнимались. Да. Ви певно, я так розумію, вони... А вы вот там только посмотрите с портретом Лукашенко. 5 годов тому за кого вы голосовали? 5 годов за Санникова. А за кого, может, вы уже выбрали, будете голосовать? Это нет, я игнорирую. Да. Ну что, может, по-белорусски треба говорить? Так. Хотелось бы, як ви хотите. Не, ну это самое, получается месиво. Вы на выборы не пойдете в Оголе? В Оголе я не пойду на выборы. А вы не боитесь, что ваш выборчий бюллетень будет выкористан для фальсификации? Это может быть и так. Ну, значит, треба подумать еще. Вот. Но, во всяком случае, я полное игнорирование этого всего, потому что это просто смешно. А этот человек, эти 21 год сидит, не столько. Ви голосували минулого разу за Санникова. Да, Санникова. Санникова тримав там біля 10%, я вже помиляюся. Ні, він намного більше. Так, это, написано было. Написано. Так, вот я из этого хотел вас спросить, верите вы в эту жизнь? Не, конечно не верю. Ну что?
проверить Ермошину и ее этой самой, ее Марину. Андрій Саніков, здається, на фото казав, що Максимовна його навіть Да, мусив да, вийти да, до да. тут. Я была на Сочи. В 2010 году я была до конца. Я, конечно, улеснула, когда там начался этот захват. Так он даже жалел, почему я здесь захвачу. Ради свободы, вообще вы все журналисты, я здорово с этим большой щедрости. К сожалению, что я не попала в эти фоточки. А теперь не боитесь, что это Нет, может повториться? не, уже надоело. Олег, тебе можно позволить дать вам интервью? Я прошу прощения, у нас напростовый Нам эфир. надруковали, Напростовый эфир у нас есть. Я Так дякую свободі, що надруковали. А вот Я тут я буду. розмовляю зараз з чайком. Пробачте. Що скажете, Але ласка. Можно вас донести Общество или только имя? Маргарита Дмитриевна. Да. Вы на пенсии? Да, я на пенсии. Как живется теперь пенсионер? Коли нет допомоги от сына, от дочки, от родственников, это не Не хапает пенсии. Ну, не хапает пенсии. Треба как-то регулировать это. Ну, хотя триматься на поверхности. Ви сподіваєтеся на яких опозиційних лідерів, які виведуть країну на новий уровень? Ну, я сподівалася. Я тренда, что а сейчас это один, то второй. А что тычется этого Лаховича, я уже Терещенко не буду, так пострадал Егорьевича, ну, это же там мона, самая настоящая мона. Я... Короткие еще есть. Ну, она есть, да, есть. Что вы про нее можете сказать? Ну, я пока только... Я пока нейтральна. Ну, женщины, да нет, вы... это ну и что? Ну и что? У меня такой, знаете, женской солидарности нет. Я отношусь довольно внимательно к этому предприятию. А кто, кем вы працевали? Я працевала выдавец ИПУ. Ви чоловік, який має дочинення до контрпільнику? Я маю дочинення до всього. І до народної волі, і до Радіо Свобода, і, ну і... Добре, дякую. Саша. Александр Сергеевич, ты знаешь, я когда-то попал, я ехал. Випадково. Саша, я звоню тебе. Я сказал. Телефон сменился, я потом дам другой номер вам наберу. Все добре. Я вас хочу сказать. Ну, вот это питание, вот это питание мне не сподобалось страшно. А у нас нигде не потребно не затримывать. Не то, что на выборах, после выборов. Нет, на улице переговоры с правительством. Я на все карту, и дальше не хожу, так, есть момент, я Петровой Зимовский еще рассказывал. Почему я сейчас живу Олег, прикрой по ходе и эта компания, конечно, есть шанс собрать... Олег, точно камеру працює. Я оставляюсь вот этой номер, любым стать, без репутации, без нормальной репутации. Олег, просто треба, как бы сказать, это когда больше воли, восторга, у сердца, у души, после выбора Олег закрутит здесь. Я Олег будет достаточно и плотно, то до конца уже не закрутит. Правда, после выбора хотя бы больше свободы расходов, больше собираться по всем и бачить один его на будущее. И страх людей, инвалида становища на полоханого стада. Это просто жахливо, когда глядишь на все, что отбылось. Кто-нибудь у вас такая... Я таким не буду. Я в тюрьме был уволен.
меркование, что эти все особы, ну, и Короткевич будет такой проект Вагнера. Два аккумулятора Кальваска. За то, что робится для профессионального Лукашенко легитимным, который не является легитимным уже. Ну, тем не менее, удельники этой кампании кажут, что тем не менее, сейчас в выборчей кампании можно донести до выборцев свою позицию, можно с ними размовлять, можно распослуживать демократичные каштовности, и это уже корыстно. Коли сидите дома, в конце зняться, тогда то есть вы протягиваете чакать, вот именно Владислав Короткевич, что вы все назовите. Я скажу, что она мне не симпатичная, что никто не сделает. Переконаний, що вона не зробить. Добре, дякую вам. Тут Ось Савкевича зараз буде. Я спробую знову Савкевича. Я думаю, що Лукашенко, человек Наполов, он уже робит все сам. Он сам докажет. Он сам докажет свету, что он нас пытаются, у нас ракета. Вот здесь у Шаренко. Шмарко знімається на селфі. Це таке Пропоную людей. Я не знаю, такими політичними. Пришла, сказала, как пришла. Организованных людей. Так и не проводят. Я бачу разумные, пригожие, мужная гвардия. Я задоволен. Мне вельми приємно, как вольный. Політики вони. Просто розказує на питання людей. Або какой-то я значит. Ну, уже стоим. Можно. Дякую за конфликт. Если было еще человек 10 в Беларуси, закопляются. Стиснуть ему руку. Уже тем, что признались, молодцы. Не бачу. Не бачу, что полохався. Мать активиста Вячеслава Симчика так само пришла. Галина Симчика пришла сюда. Да, ему на встречу с Николаем Савкевичем Кучмак. Люди его ведают. За его переживали. Вельми раді, тому що визволені зараз активно. Но для них самое главное сейчас, люди пришли на выборы. Я думаю, что моим бюллетенем что-то делали. Давно уже никто на бюллетень не обращает внимания. Все уже протоколы заполнены. Протоколы уже сегодня заполнены. Они уже знают, кто кому не дадут. Вот если не будет на избирательных участках, это самое больное место. Тысячи, да? Одного можно убить, если можно посадить, то можно Скористаючися мовою. Так само, як не бачу. Вы в какой части Беларуси живете? Я живу вообще в Минске. Ну вот, наверное, вы доехали до Кальваска. Спускаюся до Николая Савкевича, так сказати, не так.
гэта фіктыўная канкурэнцыя, фіктыўныя канкуренты Лукашэнкі. Туды дасягнулі, што ён змагаецца на выбарах. Выборы уже отбылись, и они уже фальсификованные. Зараз мы начинаем борьбу за нормальные выборы. Сегодня початок. Мы користаемся тем, что у них объявлена сегодня репрессивная кампания, и мы можем их удзельничать. Это первая мета, другая мета, хай улада выбирає. Або она дає нам збиратися, как у нас было хоть некие просторы свободы, хай, как мы могли поменьше страх у людей. Або хай она нас арештовывает, затрымовывает, и хай развитывается со своей такой пожаданной легитимностью в очах Запада. Вот и все. Не, ну попросила редакция Запада за человека, чего всех не бежали. Люба моя монополия. Не, они думают, раз я стою, значит я там что-то такое сейчас... Николай, здравствуйте. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Это Радио Свобода. Мы начинаем трансляцию с армянского ГУМу. Здесь сегодня Николай Статкевич, был кандидат на президента, объяснил, что он будет проводить пикет за сумленные выборы. Вот Николай Статкевич уже тут, 5 хвилин он находится тут, и он сказал, что у него две меты этого пикета. По-перше, домовчися супроводить предоставляют позицию, что им за сумленные выборы, и показать владе, что оппозиция потребует не за сумленных выборов, а коли ее не дадут возможность избираться, проводит свою агитацию, то хай, как он сказал, нас пакуют в новую милицию и развитываются с либерализацией, пожаданной либерализацией. Ну, покуль мы бачим, что у Миколая нема некой символики, это не получается формально не пикет, а просто его на встреча с людьми, до его приходит, делюся, до его подходят люди, витают его, винчуют с вызволением, и каждый есть, конечно, великая интрига в этом пикете. Она заключается в том, что с сегодняшнего дня по новому выборчему законодательству мероприемство такого кшталту мусить проходить праз уведомление. Чому сегодня? Потому что сегодня отбылась регистрация кандидатов. Надають 4 человека зарегистрированные. Это Короткевич, Улахович, Радюкевич и фаворит гонки Александр Лукашенко. И вот от сегодняшнего дня, отповедно, кандидаты и их доверенные особы могут проводить некие уличные мероприемства. Але не вся инициативных группов, не інші активисты. Миколай Статкевича уже милиция попереджувала, что он не может проводить этот пикет. До его начальник просто Александр Барсуков. Таким соседом это навод сказал, что мы за вас ровно поставимся. Наш сказал, что по часу выборчей кампании по Конституции, по закону дозволено проводить уличные мероприятия. Вот он стремался основы и сюда Гуму. Мы бачим, что он сталкивается с активистами. Например, сказал, что он некой символикой. Но покуль их не коснут, притягивается такой вот ионный контакт с людьми. Зараз я попробую так само задать питання. Безумовно, коли буду на свободе. Я ж написал наладить встречу Лукашенко с выборщиками. Вот. Мы почнем с пикета, а потом уже, где выкажем свое оставление, а потом захочем послушать этого кандидата в президенты. Типа. Вот. Тому, коли будет такая мощность у меня, то я, безумовно, эту встречу организую. Хай приходится, расскажет нам. Я загодя на питання задам, как решение. Яку реакцію влада ви чекаєте на гэты пікет на наступний? Хай у їх голова болить про то. Хай вони вибирають поміж легітимністю, хоча б прогресом там, для Заходу,
і можливістю людей криху відчути себе людьми, вольними людьми. Ми зараз користуємося ситуацією, як криху позмагатися за простору свободу, називаємо. Менш страху і більше можливості збиратися. Це нормальне чоловіче право збиратися там разом і казати про свої проблеми. Це вже забрали. Я був коли в міліції, я сказав, ви народ наш перетворяєте на полоханий статус. А со мною такий номер не прийде. Мы будем вас. Давайте починать. Я роблю свое, а вы робите, что хочете. Дякую вам. Як ви думаєте, чим закінчиться можливо ваші зустрічі? А я не вірю. А поглядим. Почекайте годину здесь, буде видно. Ну вот люди, які сюди приходили, всі кажуть, що вже у дворах стоять автозаки, вокруг тут стоять люди в цивільному. Тобто, докладно як в 1930 році. Ведаете, вот у нас тут 10 человек, там збереться там на пикет, мабуть, за оборону коток и будут стоять автозаки, там уже такая країна. Я вот вернулся, бачу, що горч стало. Тут на любое шевеление незалежной улады, да хоть филателисты збираються, они велосипедисты, я веду, там хапали. Уже, это народ уже довели до некой крайней там, ступени. Выборы зараз, скажу, хочет там погулять с Заходом, гуляйте, убирайте зараз. Арестовывайте на ней и не гуляйте. Або давайте нам разбираться. Вы обещали что-то пикет за сумленные выборы? Безумовно, за нормальные выборы. И будет тут некая символика, некий баннер за сумленные Ну, видите, мне спытались, а с каким плакатом я збираюся прийти. Да я сам по себе уже плакат. Это так и есть. Коли ви будете ссылаться на наступні такі пікети або інші мероприятия, ви хоча б формального дозволу будете? Не буду, тому що ви відомо, що у нас демократичним силам 2 рази на год дають Подголор, за это за счастье. А видите, а пикеты на Подголор собаки считать не умеют. Они навіть этого не дают. Так, они журналисты тут есть, не сопротивляются. Нормально. Николай, а потесните Вітаю вас на волі. І, коли ласка, прийміть віншування з тим, що ви перемогли систему, як сказав зараз Неклеєв мені. Коли ласка, як ви ставитесь до того, що вас знімає фільм «Ановський», «Ратуша», «Менськ», У нас тут наукові ефіри Радіо Свобода веде всюди якраз на наш сайт. Ви сьогодні були на круглому столі у АГП і фактично пропонували формульовку о бойкоті виборів. Ну, вот усе виходить... Ну, слово бойкот ви не казали. Не казав я слово, як я і не казав слово площа, коли давав інтерв'ю Хартії. А виходить Хартія, і там просто Некляєв закликає на площу. Значить, моя позиція така. Після того, як опозиція героїчно провалила ідею одного кандидата, ідею Конгресу демократичних сил, і вона, зрозуміло, опинилася там, де опинилася, на самом дне політичного процесу. Бо це була єдина можливість виглядати на цих виборах пристойно. Вона цієї можливості не скористалася, і тепер йде спроба ніяк виправити помилку, коли не виправити помилку, ну, хоч би ніяк більш-менш пристойно виглядати. І шукаються різні варіанти. Але варіанти шукаються ті самі, які вони шукалися і раніше. Круглі столи і деякі закруглені формульовки, з яких можна зробити які завгодно виснови кожному, хто їх захоче зробити. Тому я пропонував, зараз, я від початку казав, коли ви вже все там можна баснейшее слово сказати, скажімо, проіграли, то давайте в этом признаємося і поспробуємо визначитися, що нам зараз найлепше зробити. Один варіант, це все-таки по Польщі, і тут Короткевич і компанія «Говорю правду» кажуть правду, що коли так вийшло, ви хотіли одного, не змогли доказати одна, давайте усприймемо цей варіант як один. Ну, чому ні? От наступимо на горло своїх амбіцій, підтримаємо цю вершину, зробивши вигляд, що все там it's okay. Я пропонував цей варіант Лябецьку і Калякіна, як удільників цього процесу. Яны на гэта не пайшлі. Калі гэтага няма, калі апозіцыя не удзельнічае в этом
процесі. Можна вас успішніше. Який варіант ви пропонуєте людям? Значить, тепер варіант один. Як мага більше нас повинно бути ось на таких акціях протесту, як мага менше на виборчих участках. Це значить не уділ, ігнорування цих виборів. І про це треба коли коротше всього. І от діючі опозиції сьогодні знайшли таку формульовку і нас послали. Я не знайшли таку формульовку, з якої дозволяє не удільнити. Ну, так це дякую, і так написано. Владимир Прокопійович, а як часто мусить відбуватися така акція? Як часто мусить відбуватися така акція? Подобне. Ці акції мусять на протягу... Стоїмо ми тут все щільней. Так, і от я якраз і хотів. Того, что машина просто шумать людей, у нас погоршився сигнал. Ми дійшли, ну, до речі, воно може бути і вверх. Ми бачимо, що тут відбувається. Треба знати, що конець для міста. Арестовали борщом. Ну, разные были технологии. Акуль. Это у нас тюрьма. Мы будем подстоять не уготовку. Фактично Може зараз не що йде, так? які сьогодні вели на сторону. Це була така неформальна встреча. Якраз у той час, як в Домі Рада відбувалася реєстрація кандидата на президента, ось вони стримали своє слово, прийшли, що ми бачимо свої виски, Владимира Микляєва, Віктора Сергієнка, інших активістів. Ну, некоторые одразу попереджали, що вони не будуть тут. От там Павло Северинець, який підтримує ідею такого кшталту сходів. Он сказал, что по семейных обстоятельствах не сможет это уменьшить.
Проходила, я закончил, я отказывался, тому гражданину по депоте я буду тут, я вас покажу. Пробуйте на этом разговоре. Нас пропал. Ты замолчишь. Вот сугубо как мало собой. Нет, давайте. Стали вас. Баланс, где был баланс? Сергеевич Николай Викторович. Зараз складайте, я его подпишу, так само не буду. Нет, нет, давайте. Складайте только зараз, а потом записывайте. Нет, нет, так, вы запомните. Не, видите, я занятый, я Как лет его ждали, а за кого вы будете голосовать на выборах? И вы послушайте. давайте фотосессию становимся. Зачем селфи? Делайте Живе Лукашенко, живе Беларусь. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Спасибо. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Наш сайт. Ну, я хочу вас тут передачу. Да. А чему вы пришли на акцию Савкевича? А вот по регистрации. Потому что это моя гражданская позиция. Гражданская позиция. Живе Лукашенко, живе Беларусь. В Ираке больше погибло после Саддама Хусейна людей. После Саддама Хусейна, а когда он был жив, люди не гибли. А миллионы людей погибло после Саддама, когда американцы пришли в Америку. Из Америки. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Живе. Это два человека. А так в Ираке им гибнут сейчас миллионы, миллиарды. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Живе Лукашенко, живе Беларусь. Вопрос есть. А почему он делал войну с Ираном? А в время войны с Ираном сколько? Все жили хорошо в Ираке. Да. В Ираке все жили хорошо. Жили. А сейчас миллиарды умирают. Из-за двух человек миллиарды сейчас гибнут. Вы хотите этого в Беларуси? О размещении авиабаз на территории Беларуси будет подписан до выборов. Я думаю, что Лукашенко тут упрется. Я думаю, что в некой ступени это шантаж, спроба перешкодить, бо там Россия боится сближения Лукашенко с Заходом. У них такие выдатные рычаги, кажут, цены на газ, на нафту в руках. Они все равно, они всего боятся, они нашкодили так, и всего боятся. Вот они боятся раптом сыйти, и они вот показывают всему свету, что у нас есть такая домовленность. Они его подставляют перед Заходом. Я думаю, что он будет упираться до пошлика и не подписывать это погодение. А после выборов за добрые гроши он погодится на все. На жаль, такая ситуация. Сценарий Украины, мне кажется, у нас невозможен. У нас нет таких группировок, националистов, скажем так. Вы недооцениваете белорусов. И я думаю, что шмат з тих, хто зараз глядить телевізор там і захоплений Путіним, він пойде воювати за Білорусь. А крім того, є такий фактор, ведаєте,
Усё ж таки, нават як бы не ставілася войска, афіцеры, там так само шмат таких сімпатызантаў. Але калі вайскоўцу даюць загад, а яго 17 гадоў у галаву забіваюць выконваць, то, мабыць, там плюючыся, лаючыся, але пойдуць выконваць. Мне кажется, мы увидим вот это шоу, когда будут в автобусах возить от одного участка к другому. Военнослужащих, МВД, гражданской форме. Навошта, калі не лічаць бюлетэні. Але калі вы маеце на ўвазе, калі у нас будзе дэмакратыя, рэформы ў эканоміцы на палову вельмі кепскія, а рэформы ў дэмакратыі на палову, як показала Украіна, яшчэ горшыя. Потому что сапраўды павінна быць улада народу, а не улада кашалькоў, якія купляюць сабе пасады ў парламенце. І трэба будет таксама думаць пра гэта. Дарэчы, тут задавалі пытанне пра мову. Вось нават увесці кандыдатам у дэпутаты парламента моўныя іспыты два, там расійскую, две дзяржаўныя мовы. Адсеяць багацельскіх і з кашалькамі адразу. Яны ж не вельмі там прывыклі вучыцца. Вот нават гэта скарыстаць. Вот еще один вопрос. Я думаю, всех волнует. А о пропавших оппозиционерах все всегда задают. Я задам Лукашенку про это пытание 16 вересня. У меня есть что спытать. Сочите, вы будете удивлены. Мне кажется, лозунг Лукашенко один, сколько он правит, это продаю дорого, родину недорого. Я в соцсетях так выглянул. Максима так, але он хочет уже взять более. Максима так. Ранее ён готов был обменять ее в 90-х на посаду у Кремли, и нам пришлось там, как другая полова 90-х, тут то, что называю уличной войной за незалежность. Я не памятаю, сколько разов сидел на сутках, нельзя раз 25, нельзя так все. 86% уже что вы написали. Гэта вынікі выбораў, якія будуць перавыкананыя. Гэта та лічба, якую давядуць так званым губернатарам, але яны потым адзін перад другім, каб спадабацца Лукашенку, будуць яе падымаць там. Яму сказалі 80, ён дасць 81, а суседні паглядзяць і дасць 83. Давядуць до 90, потым будуць зноў пускаць. І Лукашенко будзе казаць: я фальсифицирую выборы, за меня проголосовало 90%, а я поставил себе только 83. Женщина нагадала про 76%, а официального рейтинга какой-то возрастен. Кто? Были опубликованы недавно данные, свыше 1000 человек было опрошено, 76,6% за него, то есть поддерживают его политику. Ведаеце, это вот усё в нашей краіне, сказать, у добрым калгасе, там советские часы, кіруецца адным чалавекам. І он сам праводзіць апытанні, прадстаўленне да яго, сам арганізуе выбары сябе. Все ён. І калі чалавек арганізуе апытанні пра сябе любімага, які он лічбы дасць? Ён нешта сёння сарамлівы некі. Толькі 76, кажется, сюда в суде. 76, ну это сарамлівы. Сарамлівы. Николай, какой у Запада интерес? Вы писали из тюрьмы, что все, что они говорили на Западе, это пустое место. То есть их ценности все демократические, если они пожимают руку Лукашенко, ничего не значит. Какой интерес у Запада к Беларуси? Я напрямую так не казав. Видите, Захад это такое широкое место. А я казав про певних політиків, про певних європейських політиків. Зараз їх зацікавленість, вони наполохані. Вони вельми наполохані російськими повозинами, російською агресією. І їх зараз зацікавленість тим, щоб тут не було погрози у бок України і у бок Заходу. Вот это зараз головне. То есть мир, они заинтересованы. Так. Поэтому на Минске они завсёды наполоханы. Видите что? Я вот некоторые любил читать 680 там диссертации с нашей истории друкуюсь. Вот я про 17 століття читаю, что враження такое дежавю. Вот знов же это Россия ломість, там на Украине знову анархия, это там казаки, там Европа там у вигляді Польщі, у вигляді Швеції, тоді то вийде, то зойде, а Білорусь як завжди там поділені поміж собою. Але зараз дежавю вже цілком не буде, бо є новий фактор в політичному розкладі, нова велика держава, Америка, яка лідер Заходу, яка все ж таки, мабуть, там і штуркає до більш принципової позиції.
Я не думаю, что все повторится, потому что вот именно российский ресурс, он шмат учил вычерпаны. Бо это смешно, коли сыровинный поставщик какой-то спробуя воевать с покупником. Это, до чего это приведет? Не думаю, что это надолго затянется, але погроза будет. Нет, проблема закарцевуется с Донбассом, с Крымом, але вот эта вот всплеск агрессивности, худко инстинкты территории заменить больше головный инстинкт есть в Росії. І все стане Чому, своє як ви думаєте, зараз Лукашенко такі кивоки робить у бок Китаю? Он что, робит ставку, чи допоможе йому? Гроши, дайте гроши. Ну, старшиня Колгаса ездить по райкамах, по установкам. Дайте, у Колгаса не хапая гроши. Дайте гроши. Все. Але ж это китайцы, там за так не дают. Им это слово, там, поцелунки, там, и реверансы, мы будем вашими. Им это не треба, они гроши умеют учиться. Там внешняя полиция несколько тысячегоддзів. Там нават мы близко не стояли, нават коли згадать наш досвід, там, якому там, мабуть, годов там 500, 600, 700, коли вчить опыт ВКЛ. Так что там нікого... Та, зараз новий центр сили, так його розглядає. Все так. Лукашенко Але... наступить Росії таке збільшення. Але ён не датує. Гэта спроба скончиться тим, що дадуть шмат мільярдів метових кредитів. А метових кредитів, це значить гроші не дадуть. А коли ласка, купляйте наші товари, завозите наших работников и будете нам повинны соправдные доляри за то, что вам здоровье за юани. Это все. Декрет номер 3, как вы его расцениваете? Антиконституционный или... Который? Декрет номер 3 поборы с тунеядцем. Это соправды порушение Конституции. Это явно. Люди платят, нават кошт усіх товарів закладены, ну что полтора. Если одного тунеядца можно было привлечь по этому закону. Ну, одного можливо, але що тут зашился, до его тяжко добраться. Хорошо, если он примет еще более жесткие декреты, допустим, связанные с контролем общества, там, допустим, на частную жизнь. Ведайте, любая улада, коли она губляє народний контроль, яна йде до туль, пакуль народ її не спинить. Сёння тое, што адбылося, гэта сціплая акцыя, гэта спроба паказаць вот, пачатку, што мы спрабуем яе спыніць. А можна мирно это сделать? Магчыма і мірна, калі будзе стаяць тут некалькі сотняў тысяч людзей. Але успомніце першую рэакцыю, нават уже пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 году, пасля затрымання и так далее. Почти говорки про то, что вот есть какая-то часть оппозиционных громадства, ну что ж вы так, треба домовляться там. Але потім, правда, знайшли знову розпущальники, знову потекли гроші, знову забилися. Тільки громадство може це спинити. Ми мусимо нести на певну ризику передолю страх, бо інакше нічого не буде, бо інакше це буде країна не зовсім нормальна для життя. Придеться спинятися. Я вельми хотів би, щоб це було без всяких обварів і так далі. Але он уже все сильнее и сильнее пружина нажимается. Так. Ось ви 5 років були у колонії, у тюрмі. Чи не перебольшується виявилось потенціал білорусів протестних? Ведаеце, я завсёды кіраваўся словамі аднаго рымскага сенатара, што робіш, рабі. Я хочу, каб моя краіна была нормальна. Я гэта раблю. Я нават, калі б я стаяў тут адзін, я стаяў бы тут. Я раблю просто гэта для сябе найперш, каб захаваць сваю ўласную годнасць, свой гонар. Гэта важна для мяне найперш. І, безумоўна, важна для ўсёй краіны. І гэтыя людзі, якія сюды прыйшлі, яны ўратавалі, ратуюць гэту годнасць. І зараз, мабыць, шмат дзесяткаў тысяч сядзіць у інтэрнэце, і яны шчаслівыя, наша іх гордасць таксама ўратавана годнасць. Але, мабыць, все ж таки придется хаця б часто з іх выходзіць. Годность сытая не бывает. Так. Придется выходить, придется рисковать. Ну, я уже сказал, наступная встреча с Лукашенко. 75. Николай, вот по данным независимых исследований, 60% поддерживают Путина в Беларуси. Не СЭПи данные. Есть ли риск гражданской войны в случае национального Беларуси?
ведаете, я думаю, я уже отказывал на это питание. Это Адрозна у листа написал. Нет, написали вы. Я писал на свободу, я это не здається дошел, публиковался на этом сайте, я ждал полтора года. Я в нечем лечу, что это не российские, это там 80 там, с нечем процентов, где все это идет от инстинкта. Инстинкт земли, территории, есть у нас такие живельные, инстинкт свои чужие. У белорусов это у большинства это наведенные от телевизора, раз. А по-другому это вот, ну, они же наши союзники, ну, мы наши тоже с ними. У тих же дослідження Манаєва є такі дві лічби. Там вельми некорректно было поставлено питание, она вот критиковала, это надрукували. Там 15% белорусов готовы вітати тут российские войска. 15%. А в 18 змагатися за зброю в руках. Але поравняйте, а третьей альтернативы не дадут. Поравняйте, что такое витать. Вот садите в кресле, старый человек, инвалид, не витая. А что такое змагаться со зброей? Такие отказы на питание давали молодые, здоровые, мужчины. Коли перелечить это абсолютно, бо женщины у нас не воюют, и хворые люди, они не давали. Перелечите 18%, абсолютно лично. Миллионное войско доброохотников. Ну, у нас нема столько автоматов, ну что? Бойкот вибору один можливий варіант, або вже знайшов час об'єднатися з Тетяною? Я навод не сказал бы про бойкот, бо это нечто больше, скажем так, это значит бойкот выборов, признание выборов. Я уже отбылись. И об'єднуватися з Тетяною немашимо, бо я не чую я самостійним політиком. Там керує один чоловік, який зрадив публічно, який зганьбив себе, і після цього спробує ще не керувати. Це Андрій Дмитрієв. Видите, на туренном сленгу, вот у турме Адрозна от колонии, больше богатый выбор статусов. Вот. Там не только там блатные мужики, опущенные, там есть, например, такие статусы нечисть. Это люди, которые учинили аморальный учинок, аморально себя поводят, их выгоняют нормально с камеры. Так вот, мабуть, тут больше подходит это изначально такие учинок. Я разумею, было страшно, не страшно. Ты зламався, ты написал, попросил пробачення. Все, хлопець, иди займайся аналітикою, нічим іншим, але коли чоловік, якого можна в будь-який момент взяти, и який гарантовано подпишет теперь любую паперу, чтобы там подземный ход выкопали у Польшу, тягаем там автоматы оттуда. Вот. И он иде керовать, я не верю на вот его самостоятельность. А эта добрая женщина, хай она застається такой, я ее ведаю, не ведаю, и ведать не хочу, бо я разумею, что она самостойна, не политик, да нема ничего, ей просто, кажуть, так пропонували, и она на это купилась, ей приємно, и она каже то, что треба казать, але, ну, Ведайте, кольки я себе пам'ятаю Лукашенку, весь час ідуть спроби створити некую опозицію помощь. Починалося все у 95-му году, здається, за спробу там компартію, Чикіна означали там розколоть, повернуть. Потом там, ведаете, были разные оппозиционеры, вы вспомните, вот Олег, там, помните, там, ну, Гайдукевич, там, некие иншие. Были весь сейчас пробы створить некую ручную оппозицию. На вот лидер оппозиции Гайдукевич, депутат парламента, его пустили туда, ездил в Брюссель, там, и выступал за Александра Григорьевича, там. Ну, были больше померковные варианты, там, милые женщины, просто всяких называть я не хочу, там. Весь час это спробы были. Вот зараз это спроба, на вот, даруйте, коли мы сидели у североамериканцев, там эти спробы были, когда людей подписывали на супрацовничество, и сподівались, они выйдут, не скажут про это. И тогда можно будет из них створить соправдную оппозицию, а не соправдно остановиться догнивать в тюрьме. Але вот Олесь Михалевич, и он вышел, и он поломал этот сценарий в нашей ступени, были еще признания, але у меня отчувание, что признались они все. И уедете, кого я махну хватит. Может Михалевич работать на КГБ? Уже гарантовано нет, потому что он зробил великую гадость. Ведаете, у меня были конфликты с этой организацией, когда завербовали одного сябра партии.
И когда ему доручили подкинуть мне выбуховку, а как раз тогда год тому, ну, несколько месяцев тому взорвали российский газопровод, чтобы на меня подвесить. И он признался. И его отправили в Украину, и мы сделали пресс-конференцию, и он дал мне информацию, кто тут занимался, 2 супрацовники. Я почал збирати інформацію, який жах. Оказывается, в Молодому Сородку это родилося, ну, вельми поширено. Это был конец, ну, 90-х годов, это не за год, так был 97-й, так 98-й. Я зрадил зворот до начальника КГБ, назвал прозвище, телефоны, машину, этих 2 офицеров и их методы. И попросил тлумачення. Мне никто не отказал, але я потом доведался, что один из них просто запил, бо на кожному нараді їх там крутили, а один, і мені вельми шкода, молодий старший лейтенант, який здавався, такий був колгосноватий, дубовий, такий великий, ну, випав з 9-го поверху власної квартири. Ось, такое було. І мені справді шкода, бо це чоловіче життя. Це провал. То, що відбулося за лісом, це провал. Вийшов, заявив, де ще заяву про катування у прокуратуру написав. Тому там вельми кепсько було некому. І безумовно була помста, тому з його не зняли цю справу, даруйте. Я вже починаю гучно казати. Тому його зараз тягають. Ось, але він у некой ступені поламав цей сценарій. Але частка этого сценария зараз просує, на мой погляд. Это же субъективно, бо я маю только один доказ. А это доказ яскравий. Человек выступил, здрадил и снова лезет наверх и спробует тут керовать. Вам Для меня это предлагало Сокола. КГБ после выхода сотрудничать? Я не имели такого нахабства. Нет, даже У них цікавило тільки, ведомо, я не давав показання, але ми, ну, давайте поговоримо, давайте, я зараз задаю питання, а де Арестович, Кравцев не сидять, їх випустять сім'я. А у них все крутилося около 2 питань. Как мы прозевали вашу партию? Мы сами створали ураження, що нас немає, самі повірили. Бо, ну, 100 тисяч підписів, то там і було для їх повна ступень шоком. И другое питание, почему вы не боитесь? А почему вы боитесь? Короче, про 100 тысяч подписів. От поки ви сиділи, шмат було розмови, що нібито усі фактично кандидати на ті вибори зібрали фіктивні підписи. Мовляв, влада дала можливість і не зробила. Що ви відкажете? Ведаеце, я не маю фактаў гэтага. І калі не маеш фактаў, гэта значыць плявузгаць. Але мне здаецца, што, скажем так, большасць кандыдатаў, тых, хто падала, па-перша, падалі ўсе, ніякія не ксеракопіі, а сапраўдныя подпісы. Магчыма, Не совсем зрозуміло, що стало причиной этого виборища. От ранее, как бы, во всех акциях, звичайно, такое відбувалося, коли з'являлися ініціянти і починали нечто потребовать. Ось і натовп, звичайно, мог отказати такими аплодисментами, такими вопчами на їх потребування. Поки тут не бачимо, щоб нечто справді нічого знову потребував від Миколая Савкевича. Він сказав, що ініціант, лейтенант міліції, який склав на його протокол, у 200 сішов, що далі йому невідомо. Николай Савкевич. Это все-таки россияне. А я к черным Максима Савкевича. Будет 2-3-4. Кому вопрос? Это наша позиция. Я понимаю, не надо подставлять людей и вести их туда, где они могут получить проблемы. Да? Сегодня мы сидим, мы Может, я попробую обвести с того консульта, Где я кому сказать, что в сцене нету порядка никакого? Ольга, вы так само Скажу, але гучніше питання. Питання в тим, що ви тут робите?
Мы пришли подтримать кандидата у президента Республики Беларусь 2010 года, який сидел под фабрикованной справе 5 годов на пикет. На пикет за на Беларуси, правдивые, где будут удельничать все кандидаты, які удельничают в 2010 коли захочуть, и новые, коли захочуть, как была честная конкуренция, как выберет белорусский народ, а не кремлевские халуи. Бо глаз народа, глаз Господа. Ольга, дякую вам. Наших ожиданий, как вас не принимали, как все такое, что мирно для вас. Алексей, привитание! Я за тебе привитание! Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Вон там. Коли белорусы бачат, что сынок не может стать президентом, Ой, нема микрофона. Слушай, я снял на Киевской школе Бойкот. Бойкот. Я не говорю. Картиночку про провокатора администрации. Анна Виталий, вам гонорар, то, что обещал. Анновский гонорар будет про пару дней. Я вам напишу. Потому что вы в кино Анан Хаоловский, то, что писал на вашей коробке, вы не удалили, я не то написал. Не удаляли. И они... Вы Анна пробачьте. Я придумал. А я представитель того, что нам антисанкция в Украине. Вон один, вон один. Это уже пару дней снимается, и собой размовы подал Шарашки. А то, что критика У меня другая подписка, и ни разу Я читав, він сказав, я не зараз пройшов. Як я прочитав у коментах на
садиком на одним знаходив гэтае пытанкі. Один маленький пикет, и одразу все видно. Кто? Так, можна, щоб ти між спеціалістів нашу розмову? До вас не виходять люди, кажуть, що там лежали шмат. А что питаются? Люди пытаются тянуть шаг. Чи питаються вони вашу позицію на виборах? Вельми редко, а тут больше люди, які ведуть, які щось розуміють. Моя позиція відома, так, дякую, ваша організація. Коля, ні, це от шмат людей, які кажуть, що треба нечто. А де Слобідська дівчина? Коля, дай сейчас какие-то гигафоны, треба людям стать и смотреть, У нас убивают детей, Гигафон, да. Сколько за день будет целый У меня в 10 лет воровали сына. Давай, встанем. Вот туда встанем. Преследовали за ним, не давали жить. Пошли. А сейчас убили, похоронила, ходила к Лукашенко, просила помощи, говорила. Дякую за стяг. Дякую. Олег, давай. Шановні сябри, вялікі дякую, що ви не напалохалися. На сьогодні ми потребуємо тільки одного – нормальних виборів, а не того спектаклю, того цирку, який нам сьогодні пропонують, з записними акторами. А одним уже загодя відомим вічним, як він думає, президентом. Сьогодні ми показали, що ми люди, что мы не полохаемся их, и мы будем настаивать на своем праве збираться разом и говорить про ситуацию в нашей краине, а потом неколи собраться разом, как раз и назавсёды змянить эту ситуацию, как зробить Беларусь вольной. Жив Беларусь! Нам сегодня стали доводить, и вам стали доводить, что вам, найперш вам, ну и нам, усім белорусам сегодня стали доводить, что только з одним человеком мы заховаем Беларусь, что только он гарант нашей незалежности. Насамрэч не. За 20 годов, який гэты чалавек кіруе краінай, наша Беларусь стала цалкам залежнай ад суседняй дзяржавы. За гэтыя 20 годов не праведзены ніякія эканамічныя, ніякія палітычныя рэформы. Краіна знаходіцца ў стагнацыі. Прынятыя законы, якія абмяжоўваюць усе нашы правы, нават тыя, якія мелі вы за савецкім часам. За гэты час падвяргаліся пераследу найлепшыя людзі гэтай краіны. За гэты час ад беларускасці, ад яе мовы, культуры, гісторыі амаль нічога не засталося. Беларускі свет амаль цалкам заменены рускім мірам. Я не маю нічога супраць рускіх, я не маю нічога супраць Расіі, але гэта моя беларуская краіна, і яна павінна быць беларускай краінай. І вот з гэтым чалавекам нам прапануюць ісці ў будучыню, у Еўропу з Лукашенком. Вы уяўляеце нас з вами разом демократичную Беларусь у Європі з диктаторами. Я особисто не уявляю. І я переконаний, тільки новий чоловік, нова влада зможе по-новому повернути Беларусь, повернути її справді до демократії, до європейськості, до нашої білоруської будущини. Живе Беларусь! Живе! Дорогие сябры, сегодня наибольш популярное питание, а что робить падчас голосования? Зараз улада закидывая про социальные сетки, приходите и голосуйте нават супраць усіх. Потому что самое слабое место – это явка выборщиков. Люди за 20 годов стомились от фарса выборчага. Люди хочуць сапраўдных сумленных выборов. Тому памятайте и говорите людям, есть артикул Конституции 65, где написано, что каждый человек самостойно вызначае, голосовать ему ці не голосовать. Конституция мае больш высокую юридичную силу, чем той закон, на який посылается улада. Тому 11 кастрычніка
Может, кто-то из вас не ведает. Але это у Беларуси день рыбака. Это день грибника. Это день, когда любимый зять наведывает свою тещу и разом взять їде у гриби. Коли мы зробим эту великую справу, коли улада побачить наполовину пустые виборчі участки, коли міжнародні наглядальники побачать, що люди хочуть виборів, а не фарсу, это и будет первая маленькая наша перемога. Живи Беларусь! Кричите питань не достаткаючи, он буде вам кричати в отказ. Я думаю, ведаете что? Я думаю, усім усе зрозуміло, що відбувається. І ми просто хочемо переконатися у тим, правда, що ми робимо, відчуваємо це так, як відчуваємо, і це відчування правильно. І те, що сказав Лебедько правильно. Чим більше нас буде ось на таких зустрічах, і чим менше нас буде на виборчих участках, тим більша вірогідність того, що в цій країні нечто зміниться. Неотданий вами голос Ярмошиной, это ваше голосование за свой будущий лес, за лес своих детей. Шановні сябри, я от ім'я своїх колег сьогодні дякую вам за те, що ви прийшли. Я відчув, що у нас сьогодні відбулася така виконавча акція, яка показує, що ви можете робити вибори. Я сподіваюся, в ближайші тижні реалізувати для вас, у вас на іншій не буде зустрічу з Лукашенко і запросити його туди. Я повідомлю вам місце і час зустрічі пізніше, а так само я збираюся надрукувати в інтернеті своє питання до Лукашенка. Так що все буде відомо. А зараз велике дякую, що ви прийшли. Коли ласка, можете розходитися, будьте осторожним. Най береже вас Господь и живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи! Живи Беларусь! Живи! Что они пришли, проявили мужество, проявили свою позицию и попередил ведайте, не хапая сил, тому запрошаю кожного неабыякового, записывайтесь у наглядальники, для того, как мы ведали, якая есть реальная явка. Звертайтеся, можна про соціальні сітки нас знайти, і, коли ласка, це вельми важно, щоб ми були на виборчих участках і ведали, скільки людей реально прийшло. Возможно, будет ведать, там что-то не дошло. Нет, там просто на столе было принято решение увеличить сколько избирателей, максимально покрыть, нет, я пишу несколько слов, хотя бы зразумевшую участку Тюменскую и продемонстрировать, что выборы фактично сфальшованные за больше процентов явки. Ну и нагадаю опошнее, что Миколай Статкевич, различившийся с этими людьми, что тут собрались, сказал, что в уявленном плане заявить встречу с Александром Лукашенком, и он в интернете собирается надрукувати питання до Александра Лукашенки, а прийде Лукашенко на эту встречу с выборцами, не этого желательно, конечно. Ну, такий план он обвестил тут. І розвітався з людьми, але я от бачу, що в принципі зустріча протягується, до його вже потягнулися люди, які прийшли до його з якими своїми проблемами. Ось одна жінка, син загинув. Короче, він вже становиться таким народним парламентарем, назираем заочно. Політичний такий вже характер этой акции, видать, закончился, а далее притягивается просто встреча с людьми.
І по-ранейшаму не бачу ніяких спробаў гэта мерапрыемства спыніць, неякого йому пашкодзіць. Хаця не выключана, што пасля таго, як Миколай Статкевич адсюль слезе, яго, як раней бывала, шмат разоў спыняць, отвядуць у міліцыю, што-то з ім зробяць. Во всяком разе, доклады на наших вачах мы бачылі, што на яго быў складзены протакол, і, безумоўна, гэты протакол будзе нейкай падставай для далейшых дзеянняў. Конечно, мы шмат разоў назіралі, калі на загад зверху протаколы просто клаліся ў скрыню і ніякіх далей рэакцый не было. Такое таксама магчыма, людзі все разумеюць. А цяпер, калі тут ёсць назіральнікі парламенцкай асамблеі, улады зацікаўленыя ў максімальна спакойным падзеях падчас выбарчай кампаніі, то, магчыма, вось эта акцыя, якую сёння правёў Миколай Статкевич, яна не будзе мець для яго нейкія адміністрацыйныя наступствы. Хотя и даже все равно, меркуют назиральники, не означает, что все будет добро и что не будет репрессий, например, шараговых удзельнікаў гэтай акцыі. Такое так само шмат разоў адбывалася. Так и большие люди не хотят просто развитываться с Миколаем Статкевичем. Отошли журналисты, ну, конечно, любители. С этим вот, да, проще. Больше вокруг его уже простых людей, некими своими просьбами, проблемами. Подписали эту бумагу. Ми бачили, от частіше за все, я питався його, яке питання задають. Да? Частіше за все, по моїх назираннях, його питалися, що він буде далі робити, і тиснули йому руку. Захоплялися його немужністю. Спасибо, Саша. Його не позиція до вибору так само. Я не уберу. Таня, это, наверное, это для истории. Для истории. Развитывается Владимир Никляев с Миколаем Статкевичем. Владимир Никляев попереджив сьогодні раніше, що він прийде обов'язково на цю акцію, слово своє стримав. Ось. Ну, застається Миколай Статкевич. Може, один тут. Звонок, да? Становиться я зараз на праці, я забороню Росії, тому що ніхто повинен застатися, кажуть, на мой тил, і я становлюсь силами, я не ризикував. Хочу ей подякувати за всі ці роки, як вона змагалася, яка вона була молодчина, ну, вообще трималася. Саша, мы собирали списки, как это повинны были я разумею, я инициативная. Не, я покулю. Я думаю, мы, мабуть, я заборонил сюда идти, потому что я господин будет займаться по свободе. А вот они скажут. Это предпринимальники с инициативной группы. Пришла женщина, я ветер с нашей. Можно, маленечко питание. Микола на раз развивался. Я ему сказала, что на дорожке написал собирать человека, чтобы он Больше подписывались. Еще чтобы он, нет, я говорю, чтобы он знал, что с людьми надо работать. С Бермота, да. Что с людьми работать, люди боятся. Нет, он понимает. Он понимает, что люди боятся, что это не надо говорить, что прямо все за него. Очень много боится. Пашка, так что тогда? Пока почекаем, тримай пока. Да, может. А покажи, где ты стоишь. Я потом Татьяна. Кира, привитание. Працуется сегодня. Он уже молодцы. Это наша Нива. Уже вместе ехали. Его ситуация как бы очень сложная. Если наши контакты отследят, вы возьмите мой мобильный, давайте мобильный. Давайте, может, подождем этих типового до конца, и потом об этом все займемся. Или это поздно будет.
Хорошо. Тогда, может быть, даже вам же на прикорку, может быть, даже сейчас, когда сосется народ, но я боюсь вас поставить, если будет меня брать, вас не схватили. Вам. Ну, хорошо, давайте где-то здесь находиться, если все нормально будет. Петр Николаевич, у меня вопрос сразу очень сильно. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Можно, конечно. Так надеюсь, что не победит. Спасибо. Сьогодні вельми популярний жанр селфі з Миколаєм Статкевичем. До демократии за это. Петр Миколаевич, які виники головної сьогоднішньої акції? То, что люди собрались, то, что они показали свою волю и прагу до нормальных выборов, до свободы. И то, что влада показала, что она на гвалтовный публичный разгон, она не может повести, грошей нема на это. На диктатуру нема грошей. Максимум всякие гадости потом таемные, там, суд потянут и так далее. А вот так вот ранее бы собрались, а так, что бы мы вырабляли уже тут, с дубинами тут же прочесали 10 разов. А зараз, пенёнзы кончились, кажется. Ну это может только один такой месяц свободы, а больше не будет. Я думаю, что коли мы примусим открутить, скажем так, на 2 обороты гайки, они закрутят, максимум на 1. Вот зараз треба как больше свободы просторовой и свободы в головах. Тогда им закрутить будет тяжелее. А скажите, а чем кончилась ваша размова с милициантом, который подходит? Он нечто, некий хлопчик нечто писал, де пошел. Нечто хотел там забыть меня, я ничего. Я с людьми размовлял, мне это не цікаво. Я на вугол, нечто начальнику не отправили. На меня под танк Статкевича завсюди на зоне в турме кидали лейтенантов. Потому что остатки разумные под танк не идут. 30 разів проноситься з танком. Дякую. Миколай, ваш наступний уділ у виборах так само буде такий, як танк? Ведаете, я вельми боюся, я сапраўды боюся, что у нас ситуация зменится без выборов. Это рызыкоўна для дзяржаўнасці. Але гэты кацёл, які уже заварили крышку яго, і недзе там ідзе. І калі будзе выбух, страх, які накоплены і заціснуты, вельми рэч жахлівая. Ведаеце, мы яшчэ вельмі здзівімся беларусам, і самі себе здзівяцца. Так что мы вступаем у такі перыяд часу, калі гэта робіцца рэальным. А наконт наступных выборов, дожить бы еще до их у всей нашей краине. Поглядим. Я думаю, что, максимум, в ближайшие годы ситуация начнет меняться радикально, потому что вы бачите, что робится с экономикой, и с российской так само, а белорусская экономика – это стратная филия российской, и, отповедно, с нами. Недаремно у Лукашенко почались такие дани на Заход, потому что оттуда уже, а там мало кормят уже, не копая. Як ви ставитеся до розміщення в Білорусі гэтай расійскай авіабази? Адмоўна. Гэта Россия з нашай зямлі будзе пагражаць свету, свет будзе пагражаць России на нашай зямлі. Это кепска. Гэта нейкі рычаг уздзеяння на Беларусь? Я думаю, найперш на Захад, на палохаць Захад, пайсці на кампраміс, на дамоўленасці нейкія па Украіне і так далее. На палохаць Захад, каб ён пачаў размаўляць з Россией. Ведаеце, кепскі хлопчык іншы раз б'е маму там па нагах, каб яна хоць звярнула на яго увагу, хоць шлёпнула там, ці што накричала, а я звярнула увагу. Звярнуць увагу на сябе, давай размаўляць. Это вот такі, скажем так, атрымоўваецца сігнал. І акрамя гэтага, гэта база супраць Киева. Это всего там меньше за 200 километров до украинско-белорусской мяжи, а там же всем близко до Киева. Это супер Украины. И это вельми прикро, что с нашей земли будут погрожать такому близкому до нашего народа. Другие близкий народ. Яна може бути використана супроць білоруського Майдану? Не, гэта самолеты, там ахова будзе невелика. Але гэта першы крок, а яны уже плануюць сухопутную базу тут. А вот это будет уже реальная погроза. Але это же контроль над аэродромом, куди можна прилітати, привозити войска? Можно все так, але перекидка войска в Басір, она не застанется без уваги, безумовно. Які б та улада тут не була, вона буде наглядати за этим. Это не сховаєш. На вашу думку, це тримає Лукашенко некий кредит от МВФ, чого він домагається? Думаю, що шанси у його є. Шансы есть. Это будет политический кредит, бо на реальную реформу он не пойдет. И он берет гроши на реформу, как запозбегнуть реформу, как заховать свою уладу над экономикой, як він зробив колхози.
Ось ми почули тут під час зустрічі, ви розмовляли з людьми у темнику про наслідника Николая. Не. Ні. Одного, что я детей не шапахаю, вы что, дети, это святое. Ну, поки ви сиділи в тюрмі, наслідник сапраўды з'явився. Це так. Ведаеце, я не лезу в сямейныя справы, толькі, ведаеце, ну, шкада некаторых дзяцей, якія раслі вот, у такіх штучных умовах, і што будзе з імі, калі напынуцца ў рэальных жыццёвых умовах. Вот пра гэта заўсёды бацькі трэба думаць. Мае дзеці ў цяплічных умовах ніколі не былі, і яны таго свайго жыцці досягнули. Я адзінае, што вінаваты перад імі. Я 5 гадоў забараняю сюды прыязджаць. Яны вымушаны там былі скончыць другую адукацыю атрымаць, павыходзіць замужаў, там панаражаць мне ўнукаў, і увесь час пытаюцца, калі мы можам прыехаць. Вот мы недавно рызыкавалі, скажем, маім братам, я ему таксама забараняў прыязджаць, але он кажа, я уже, что там уже, мне не шкада. И вот он приехал, побыл, мы у бацькі сустрэліся, он з'ехаў назад, ну, мабыць, кажуць, тыдні праз некалькі, магчыма, пасля 11-го, я, калі ўсё будзе спокойно, я дозволю детям вернуться на родину. Дякую, великие, пробачте. Великие хотят задать. Я не хотел закладников, разумеется. Віктор Миколаїв, ви на минулому тижні зустрічалися з представником німецького МЗС. Які вогулі зараз, от, я не знаю, їх разлики будуть признавати вибори, не будуть європейці признавати? Я думаю, что их некие достаточно примитивные и нереальные нафтопродуктов на заход, станут российских нафтопродуктов. Лукашенко настолько привязаны, как поставить его нават не то на коленях, а как он каже, наклонить за сутки. Достаточно просто зробить рынковые кошты на энергоносители. И все. И он створил эту экономику. И он не гарант незалежности, и он погроза незалежности. Он зробив такую экономику, как заховывать уладу. Эта экономика такая, яка дозволяє все тримати у кулаках, але она не життєздольна. И он створив эту ситуацию реальной погрозы незалежности. І у всіх гэтыя гулі з ім, гэта просто, кажуць, ён будзе спрабаваць атрымаць адтуль і адтуль, нікуды яго не перацягнуць, немагчыма, ён туды ўжо прывязаны і нас прывязаў. І нам трэба будзе думаць, як, прыбаўшы гэтага чалавека ад небяспечнай для краіны, кажуць, яго пасады, думаць, як рабіць нармальную эканоміку, а гэта цяжка, будзе цяжка. Віктор Миколаїв, так само питання, яке шматко хвалює. Что 11 кастрычніка, где вы будете? Я не ведаю. Для мяне 11 кастрычніка эта дата не існуе. Выбораў нема. Ведаеце, звычайна мы выходзілі, тому что вот у нас есть кандидат, выборы фальсифікуюць, он сапраўды там выйшаў другі тур, ці перамог, і мы патрабуем яго перамогі. Што зараз? Фіктыўныя тыя сапернікі. Яны самі не вераць у тое, што будуць лічыць бюлетэні. Яны нават не кажуць рэальна, на што яны ідуць выбары. Іх мэты асабістыя зразумелыя. Але от для нас што з гэтага паходу? Што вы больш дэмакраты прынясеце нам? А мы раскажам пра праграмы. Даруйце, але калі ты расказаў па тэлевізору пра сваю цудоўную праграму, і потым тая палова беларусаў, якая верыць у сумленныя выбары, скажа, і праграма яго была добрая, але як этот чалавек ісці ў грыбы. Але мы скарыстаем напоўніцу магчымасці агітацыйнай кампаніі, она завяршаецца 10 кастрычніка. Я прыглядаюся да гэтай даты. В ближайшие тыдні першую сустрэчу прывядзем. Калі не прыйдзе, прыйдзецца прызначаць наступную. Я все сам организую. Не трэба мне грошы, там, падтрымкі прафсаюзаў, там, адміністрацыі раённых. Сам все организую. Николай, будете уговаривать Лукашенко, как он пришел? Уговаривать не буду, пропоную. А не так, как не смог, не дал рады отказаться? І питання не задам. Николай, ці не прыгаюць першы тур голосования, европейского. Что будет далей? Что будзе далей? Будзе Беларусь, і наша адказнасць за яе. Хай хто заўгодна прызнае, не прызнае, ёсць Беларусь, мы стаім на гэтай зямлі і будзем на ёй стаяць. І нікому яе не аддамо. Не аддамо нашай краіны хаму. Как военный эксперт, как вы считаете, что нужно делать в стране, чтобы не повторить сценарий Украины? Нам патрэбна, мы не патрабуем зараз улады, каб некуды развернуць Беларусь на захадзе, на ўсход. Мы патрабуем просто сумленных выбораў. Калі будзе нормальный парламент, дзе будуць розных меркаванняў дэпутаты, хто там за Европу, хто там за Россию, і хай яны збяруцца разам, хай яны не на могілках зараз там вот этим сядят, только там руки поднимают, а хай нават побьются там.
Это жыццё, это нормально. И нам дадут компромиссный некий вариант, які задоволит подавляющую большасць белорусов. Только так мы запазбегнем гэтых конфликтов. Только праз полную демократию, не праз подавление значной части громадства другой части. Там 55 за Европу, там 45 за Россию. Давайте их задушим и повернем. Давайте просто, скажем так, домовляться в межах парламента. Все-таки с военной точки зрения, если Россия агрессию проявит так же к Беларуси, как к Украине, что нужно с военной точки зрения делать? Ведаеце, калі супраць нас будзе агрэсія, абавязак любого машины брать у руки зброю и оборонять краіну. То есть вы даете нам право, даете нам разрешение? Вы у меня спытаетесь, я не верю в это, вы сами пойдете. Николай, праз год вы пойдете у депутаты? Ведаеце, я не ведаю, что будзе праз год. И у нас есть уже, так мовіць, коалиция, и тое, что она, ну, як нехта сказал, так вот, один пикет все покажет. Вот видно, что это сумленные, мужные люди. И мы будем збираться и будем разом выпрацовывать нашу стратегию на наступную кампанию. Але нават при несумленных выборах удел лепший не удел при умове, калі есть сумленный твердый кандидат. Был Лебедько кандидатом президента на этой выборы. Я бы его закликал там: Тора, не роби глупцев, не сдымайся, иди до конца, как твои назиральники доказали, что бюллетени не лічаць. И збирай людей на площадь. И потребуй перемогу, как признали твою перемогу. Але гэтага нема, и теперь застаецца только игноровать. Падчас наступных там, типа парламентских выборов мы будем снова дискутовать, але якая там позиция не была, яна будзе нашей агульной. Я нават готов соступить со своих позиций, але каб не было, вот это раздраю. До того, как вы вышли, некоторые казали, что вы выйдете, и наоборот будет раздрай пониже позиции. Покуль вот ваши деяния только победнать позицию. Это, ведаете, калі реальная, скажем так, погроза усяму, то треба об'ядновуватися. Это она уже выше за наши амбиции. Вокруг Лукашенко можно? Это погроза. Лукашенко это не гарант незалежности, это погроза. И ведаете, мы об'ядновуємося вокруг агульного бачення і боротьби. А боротьба, яна потребує ризика. І коли люди, я не помилився ні у ким, з ким я вів розмови, і ці люди тут, там один не здолювали, а у його там своє, це життя справи, наш би він був так само разом з нами, але я думаю, що у інших так само є можливість лідерів опозиційних політичних організацій долучитися до коаліції. Коли ласка, ви там супроть російської бази, проведіть там з десяток пікетів по Білорусі і йдіть до нас. Так, дякую. Таке ще питання. Коли Єврозв'язці виділять кредитні гроші, чи пойдуть вони на реформи в країні? Яны пойдуть найперш на тих людей, які сидять тут у автобусах вокруг. На резиденции. И на то, как запазбегнуть реформу, как их позбегнуть. Николай Николаевич, вам не кажется, что действительно президентство не оправдался? Ведаеце, все так, але гэта для нормальной ситуации. У нас еще нам у потылицу, гэты медведь будет долго дыхать. Я думаю, треба приглядаться до польского опыту. Магчыма нават разделить уладу и стварыць конфликт постоянный, такі тихий, паміж премьером и президентом, каб никто, калі нехта будет сдавать, каб другі яго спыняў. Трэба вельмі добра думаць, рабіць такую сістэму, каб яна была устойлівая супраць спробаў умяшання. Оно ж будзе і фінансавым, і магчыма, і сілавым, і эканамічным. Нам трэба вельмі устойлівую эканамічную сістэму. Парламент, гэта цудоўна, парламенцкая рэспубліка, але яна у рэакцыі вельмі марудная. Магчыма, нам трэба прэзідэнт, як у Польшы, які кіруе сілавым блокам там. Магчыма, нам трэба ўвесці ў Канстытуцыю адказнасць імпічмент прэзідэнту за пагрозу незалежнасці і нацыянальнай ідэнтычнасці. Трэба ўсё, магчыма, на гэтай паставе лёгкая працэдура імпічмента трэба. Трэба механізмы, якія б з аднаго боку засцерагалі ад перацягвання ўлады ад дыктатуры, але з другога боку дазвалялі ў выпадку пагрозы эфектыўна і хутка бараніцца. Трэба думаць, і гэта, гатовага адказу на гэтае пытанне ў мяне няма. Бо у мяне ўвесь час ёсць опыт у галаве 18 стагоддзя,
коли российские войски, там и австрийские, там и прусские гуляли по Речи Посполитой, а шляхта там створала конфедерации и секлася на своих там соймиках. И досеклися, згубили державу. Треба думати, шукати некий компроміс, скажімо так, безпека від диктатури, але безпека, можливість хутко оборонятися ефективно від внешньої погрози. Ми вже побачили, хто тут у нас поруч може робити. Еще один вопрос. Как вы думаете,